Ассаламу алейкум Ларми Нохчи. Добро пожаловать на стрим, дорогие друзья. Не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Этому, что у вас все хорошо, что вы еще со мной, не все еще потерялись. Максимально постараемся сегодня ответить на вопросы, пообщаться по мере возможности, конечно. Если будет запрос, и на запросы ответим, и пообщаемся. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Да, мы всегда на связи. Как вы? Так. Нет, почему? Возможности есть, здесь же и находятся наши, как говорится, и книги, и карты, все на месте по мере возможности, конечно, из тех, которые есть. Активность есть, работа тоже есть. У нас просто как бы на хайповых темах, конечно, разгоняются люди, а так по вчерашнему, в принципе, я думаю, что и озвучили, и сказали по мере возможности тему, которую вы задаете, мы попытаемся ее обсудить, рассказать. Вот. Ни от кого мы ничего, как говорится, не скрываем по мере возможности. Отвечаем на ваши вопросы. Ва алейкум ассалам. Вот. Иногда немножко вожжи приходится притормаживать. А так, конечно же, всегда на связи, всегда. Ва алейкум ассалам. Ва рахматуллахи ва баракату. Нападения после вчерашнего, в принципе, не было. Этот вопрос, ва алейкум ассалам, очень сложный вопрос, конечно. У нас обычно любая там тема, которую пытаются поднять, если затрагивает женщин, они немножко, девушки, обижаются. Нациш хагул белшу. Нациш хагул бела. Ибрahim, если в Ютубе есть вопросы, сразу тоже задавай. Если же нету,
Мне, в принципе, несложно и зачитать. Мы можем, конечно, на любую тематику из-за этого поговорить. Что именно ты имеешь в виду, Али? Поконкретнее. Валикум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Нет, запрос, когда приходит, я сразу отвечаю. Любые изменения, любые запросы. И кто-то задонатил. Кто же задонатил? Ага. Сестра задонатила. Аллах дал саадуэл. Будиснак эзашка соудолил. Огромная благодарность всем, кто поддерживает нас, наш канал. Благодаря вам мы существуем, держимся еще, пока, по крайней мере, держимся, не отступаем и не сдаемся, как говорится, назло врагам и нашим недругам по мере, конечно, возможности. А так, конечно же, любая ситуация, которая касается каких-то исторических моментов, не только исторических, культурная, география. Ассаламу алейкум, башлам, старики с Ютуба на связи. Ва алейкум, ассаламу рахматуллахи ва баракату. Но я не скажу старики, это мои братья, это моя поддержка, это те люди, которые меня смотрят, слушают, порой советуют. Да, конечно, они не продвинуты в области того, как можно стать спонсором или донатить. В этом они, конечно, этих вещей они не знают, но если, не дай бог, какая-то ошибка происходит в эфире или что-то я не договариваю, они, конечно же, поправляют меня. Это твои сверстники и ровесники, Джузи. Ну, как же без тебя? Ты... Ну, вот спасибо тебе, конечно. Сверстники, ровесники. Они не продвинуты был. Вот. А так, посмотри обе ролики, которые ты вчера говорил, реально оборзели. Слово Чечня, как это дешево. Дело не... посмотрел, дело не в том, что Чечня. Дело в том, что вот любое, это же религиозные деятели, то есть они не должны были допускать. Или они должны были вырезать все. Так, и еще сегодня аж удивлен, 2 человека, которые задонатили. Аллада Асаэл. Это мой брат. Я так понял, это Вивадент. Вивадент. Асаэл Будис на Кезашка Соудоле. Сейчас я окно закрою, чтобы не шумело, и мы сейчас продолжим.
Так вот, вопрос не в том, что в принципе как таковой, что они сделали. Если бы они вырезали бы все остальные исламские республики полностью, то есть оставили бы там, убрали, это было бы понятно. То есть там перечисление остался еще Чечня и Афганистан. То есть эти два слова они просто-напросто урезали. Я же уверен, что имам или шейх, который говорил об определенных исторических процессах, касаемые религии, что многое сделали для религии именно вот эти государства, боснийцы, там, арабы и остальное, они же для чего-то их перечисляли, ведь они тоже могли сократить это, сказать, что вот это государство сделали, а остальные ничего не сделали. Нет. Ну, тут получается вот такая вырезка. И это не в первый раз. В начале, когда я еще говорил всем, рассказывал, когда вопрос Ауховского района поднимался, когда говорили, в первой части, я повторюсь еще раз, в первой части они непосредственно сказали, что харамно ли жить в домах мусульман, якобы такие вопросы задаются. Хотя они прекрасно знали ответ. На что он ответил, что да, харамно. Жить харам в тех домах мусульман, нахчийцев, которые исконно принадлежали им. Но вот самое интересное, что после этого, на следующую якобы встречу, он уже, говорит, исправляет, не приводя никаких аргументов, не приводя никаких доказательств. Я еще раз повторюсь, если российское государство нынешнее является правопреемницей СССР, оно таковым является по закону, вы должны прекрасно понимать, зачем выделять миллиарды рублей для переселения оттуда аварцев, лакцев с Ауховского района, строить новые дома, микрорайон для них, чтобы переселить и вернуть чеченцам дома, если чеченцы получили дома, деньги и участки. Да никогда этого бы не было. Потому что там есть какое-то, они могли привести и судиться, и любой бы гражданин, там, допустим, который жил в этом районе, он бы проиграл суд. Вы же знаете, что в Ауховском районе, там, где проходили суды по поводу этих домов, многие суды выиграны. И несмотря на то, что даже выиграны суды, они говорят, что нет, мы не переселимся, там якобы нам должно быть соизмерное там, выделение домов, квартир и так далее и тому подобное. Ну да ладно, речь-то не об этом. То есть это уже второй раз почти что одно и то же. Возможно, это один и тот же канал. Пускай даже не один и тот же. Но это религиозный канал. Зачем кого-то принижать и зачем это делать? Светское государство, которое было СССР или Россия, не стало бы это делать. Даже они знают. А эти люди обманывают этого шейха, этого там, не знаю, кто там, может, преподавателя университета. Зачем обманывать? Вот. В этом случае даже. И здесь тоже ролик просто-напросто, там, где он перечисляет чеченцев, афганцев, чеченцы идет. Просто следующее идет чеченцы, он там сразу говорит и так далее. А на переводе видно, что там идет речь о чеченцах. Что они для исламской, то есть для мусульманской, для ислама сделали многое, отдавая свои жизни и так далее и тому подобное. Даже если это не это, пускай там будет другой пример. Является ли это правильно по исламу? Это уже вопрос больше к религиозникам. Именно в этих вопросах вот такое же несправедливое отношение по отношению и к домам, и к участкам, и ко всему остальному. Но многие, у меня особенно, когда я начинаю говорить о братьях, там, адыгах и так далее и тому подобное, даже не касается это их. Это не касается даже их. Они начинают сразу же заходить и говорить, вот вы там на самом деле нас оскорбляете, нас унижаете, только своих поднимаете. Да при чем тут это?
Нет. Башлам, а прикол, знаешь, в комментах пишут, типа переводчик боялся, наверное, за себя, потому не сказал слово Чечня, типа, чтобы к нему от властей Чечни не было проблем. Да что за чушь, конечно, это? Это чушь собачья. Что бы от этого изменилось за то, что он там перечислил? Окей, Чечня он боялся, а Афганистан при чем тут? Афганистан. Там же и Афганистан, да, Босния, Герцеговина, все перечисляют, я не знаю. А что власти Чечни сделают? Власти Чечни, что все религиозные каналы, там, Татарстана, Дагестана и остальных, там, Узбекистана, Киргизстана, их ищут, что ли? Да нет, конечно. Это оправдание. Это поймали на лжи. Вот как это называется. Интересно было послушать их, если бы заселить пару тысяч чеченцев в Кумух или Хунзах. А, так, подожди. Там же речь не только об этом. Вы посмотрите про Шаройский район. Что в Шаройском районе они пишут про Шаройский район. Они уже дошли, говорят, Химуай принадлежит им, Бути принадлежит им, Кинхи принадлежит им. И вообще, они говорят, Шаройский район больше половины принадлежал им. Некоторые другие додики и доходят до Аргуна. Почему на вас Майк Адыгов? Хаира, потому что мне подарили ее мои братья Адыги в знак уважения, солидарности к своим братьям. Здесь спереди герб, то есть это флаг, и сзади на спине не видно. Здесь написано, там написано мое имя и горы, которые, на которых написано, 3 горы, и над горами написано Башлам. Вот. Адыги, очень много моих подписчиков адыгов, и мы общаемся и помогаем. Ассалам алейкум, Башлам. Вроде бы про Маргал должен был быть эфир, или я путаю. Ламру 27. Маргал, если ты имеешь в виду про историю, а я сейчас говорю конкретно только историю, Ауховский вопрос и другие, это как раз таки исторические вопросы. Если ты имеешь в виду Маргал в плане того, что на чеченском языке пятница, суббота, 2 дня на русском языке, то есть это и для соседей, чтобы вы понимали, и воскресенье на родном языке, вот как раз таки уже мы обсуждать будем, да, если у меня будет возможность по этому. Вопросов, как бы, в принципе, мы можем... я сейчас в данный момент отвечаю на вопросы. Мы можем зачитать следующий параграф, точнее, рассказать вам, если вам хочется. А так, никаких проблем нету. По мере возможности поступления вопросов, какие вопросы интересуют людей, какие вопросы нравятся, я на те вопросы и отвечаю. Да, это 13 звезд. Каждая звезда обозначает, как у нас тухумы, так и у них тейпы или тухумы, вары. У них это каждое общество. Вот, у адыгов. Да, абсолютно верно. Последнее сражение, которое было у адыгейцев, я опубликовал эту информацию, это официальная информация, сами адыги опубликовали. Добровольцы, кто был на последнем меджлисе, когда собрались до смерти, то есть до конца своей жизни, отдать своей жизни и своей родине в историческом процессе, с адыгами были абхазы и нохчи. Кстати, вы можете этот пост прочитать, посмотреть, как бы для этого нету. Есть еще посты про это, я обязательно опубликую. Там есть, кто был на стороне адыгов, кто после этого переметнулся и ушел обратно. Но я как-то пытаюсь это... Бяхмавилаш. Да. دعته حدقته ها خلاص جي تسويش أنا
Давай. Вот. Поэтому есть там, конечно, моменты, и тут никаких упреков в этом нету. Просто мы публикуем, я обычно публикую какие-то исторические моменты, непосредственно касающиеся нашего народа и взаимодействия с соседними регионами, если на то, конечно, бывает у людей желание обсудить какие-то вопросы. Не упреки, ничего. Здесь же есть официальные документы, в котором говорится, если кому-то после этого не нравится, что якобы кто-то там был на этой стороне, был на той стороне, разницы нет. Салам алейкум, башлам, дзурдзуки, это кто? Дзурдзуки это нохчи. Если касается непосредственно по нашей истории вы говорите. Башлам, кстати, знаешь что-нибудь о Красной Поляне? Это сражение, которое Кааб-Бде, кажется, называется на адыгском. Это и есть про сражение на Красной Поляне. Это об этой местности, где последнее сражение у адыгов произошло. Более конкретно, конечно же, надо смотреть, читать. Но я как бы боюсь допустить ошибки, моменты в истории наших соседей. Пытаюсь как-то максимально не влазить в их собственные исторические процессы. А я, кстати, взял ли Ама, валейкум ассалам, я сказал, надеюсь. Если ты имеешь в виду в основе своей все источники, которые есть, не забывайте, что название Дзурдзуки – это название, которое было одним из самых первых древних названий. После Дзурдзуков были уже, дальше идет кистинцы, кистети, кисты, кусты. До нашей эры, вот если брать до нашей эры, первое, кажется, или второе тысячелетие до нашей эры, с тех пор идет как бы дзурдзукетия, дзурдзуки, первое, а потом уже идет кистетия. Но в то время не было отдельного народа или отдельных обществ. Локация дзурдзукетия показывает ту же самую локацию, как и кистетия. То есть тут можно отнести и нохчий народ, и ныне уже отдельно ингушский народ. Но в основном дзурдзуки относятся название к нохчийцам. У чеченцев и тейп, и селение, топонимия Чечни зафиксировано население между Шаройским и Чаберлоевским районом, или Ичкеринским назвать, если вот где проживали общества в этой местности, указано население, на карте оно есть, Зурдзукетия, Дзурдзукетия называется, селение, название селения было прямо такое. И некоторые ученые, такие как Джамирзаев, и они говорят, что Зурдзхуай это то же самое, что и Зандхуай. То есть они вот Зурдзук, Зандхуай, Зурдзхуай это одно и то же утверждают. Ну, я об этом вам зачитывал. Думаю, что эту информацию, если вы захотите, можно найти. Понятно, спасибо, не за что. Здесь давайте мы можем посмотреть, чтобы было более понятно. 122. Давайте, если вы вдруг в сомневаетесь, если я не ошибаюсь, здесь как раз таки от Дзурдзукуа или Дзурдзук местность как раз таки идет по тому, что Аргунском ущелье указывается. Сейчас, минуточку, подождите, 108 страница.
Так, и ну вот смотрите, чтобы не быть голословными, постараюсь, вплоть до конца XVIII века грузинские письменной традиции нахчийцев называли дзурдзуками или дзурдзуками. Это же название в различных огласовках присутствует и во многих средневековых арабских и армянских сочинениях, в которых упоминаются предки современных чеченцев и некоторые части ингушей. В грузинских источниках этноним дзурдзуки, дурдзуки впервые обнаруживается в так называемом мученичестве святого Георгия, святого Рипсиме и Гаяны, датируемые IV веком нашей эры. Оригинал этого произведения не сохранился. Оно известно лишь в арабском переводе IX века, в котором интересующий нас этноним передается в форме ДРЗКЕТ. И приготовил епископов этот святой Григорий, ставший католикосом всей Армении, и он рассылал их по всей армянской земле, и в Грузии, и в страну Дарзекейт, и к Аланам. Видите, здесь Дзурдзуков и Аланов, Башлам, осетины и грузины, это один народ. Честно сказать, такого я не слышал. А я что вам зачитываю сейчас? Я не слышал, что грузины, осетины. И возможно, что овсы, какой-то из этих представителей овсов, вполне возможно, что относят к грузинам. Но не могу сказать однозначно. Потому что в гаплогруппы у многих людей одинаковые. Послушайте, сейчас я быстро, чтобы было понятно. Самое интересное, видите, в страну дзурдзуков и к Аланам написано. Дзурдзуки и Аланы здесь разные, чтобы было понятно. Люди, которые себя причисляют к Аланам, а мы знаем, кто себя в основном причисляет к Аланам, они не могут говорить, мы и дзурдзуки, мы и Аланы. Как-то приходится выбирать одно, по крайней мере, здесь при перечислении идет дзурдзуки и Аланы. Сегодня Абакарову мы поздравляем от всей души. Далте Абят Кивел. Еще один ногче чемпион. Далдуху Ахуэл. Далте Абят Кивел. Собственно, в арабских сочинениях сообщение Хакиф Хамадини о том, что в стране Дзурдзукети находится множество крепостей, каждая из которых укрепленный замок. Вот как раз таки, основываясь, что они являются, только у них были крепости, замки, они пытаются назвать, что якобы дзурдзуки это их называют, но это ошибочно. Название дзурдзуков или дурдзуков появляется с X века. Грузинские исследователи Харадзе, Рабакидзе соотносили дзурдзуков исключительно с чеченцами, чтобы вы знали. Р.И. Харадзе и А.И. Рабакидзе не являются представителями нашего народа, чтобы было понятно, да? Чтобы вы знали это. Дальше с чеченцами. Такого же мнения придерживается известный ученый-кавказовед Крупнов. Давно было установлено, любимый Крупнов, который любят некоторые из наших людей, любят же перечислять и трактовать его книги. Давно было установлено, что в период Средневековья за кавказским народом население Нохчичу Чечни было известно под названием дзурдзуков-дурдзуков. Дурдзук в грузинских хрониках Дурцук или Дурцук в армянских. А население Ингушетии под именем Глигви. Грузинский ученый А.И. Шавхалашвили констатирует то же самое. Он пишет, примечательно, то обстоятельство, что дзурдзукети после Вахушти встречаются редко, однако часто встречаются кисти, глигвы. В 17-18 веках к вышеуказанным этнонимам нахчийских народов добавились
Чечнете и Ингушетии. Эти два географических названия, как отмечалось, выражают тех же дзурдзуков и глигвов. Вместо дзурдзуков употребляются чеченцы, а глигвов ингуши. Этот вопрос определен в научной литературе, и поэтому мы на нем не будем останавливаться. Грузинский ученый С.И. Макалатия также свидетельствует, что чеченцы в старинных грузинских источниках обозначают как дзурдзуки, а ингуши как глигвы. Профессор Я.В. Чеснов соотносит дзурдзуков к чеченцам. Он пишет: еще в XII века чеченцы имели царская династия, родница с которыми считалась почетным грузинским царям. Грузинское название для чеченцев того времени было Дурдзуки-Дзурдзуки. Вот. Если относительно древности этнонима Дзурдзуки или Дурдзуки закавказские и арабские письменные источники не оставляют никаких сомнений, то соотнесение к столь же древним эпохам этнонима Глигвы вызывает недоумение, поскольку этот этноним ранее 16-17 столетий в письменных источниках не зафиксирован. Калканы, отождествляемые с галгаями, впервые упоминаются в русских источниках за 1589-1590, то есть это 16 века, вторая половина 16 века. Глегуды, отождествляемые с тем же этнонимом Галгай, впервые фигурируют в грузинских источниках в 17 веке. М.А. Цахесашвили в этой связи отмечает: мы не можем согласиться с Е.И. Крупновым, который пишет, что впервые глигвы упоминаются в грузинских хрониках XI века. У Леонтия Муравели об этом нет упоминания. Видимо, эта мысль основана на данных историка первой половины XVIII века Вахушти Багратиони, который первый среди грузинских историков, начиная с древнейших времен до XVIII века, упоминает глигвов в связи с событиями XI века. Таким образом, выясняется, что Вахушти Багратиони переносит название глигви в события, происходящие в древности, но в самих древних документах упоминания о глигве не обнаружено. Вот. Кстати, некоторые историки со ссылкой на географию Грузии Вахушти Багратиони утверждают, что этноним Дзурдзуки у этого автора относится исключительно к ингушам. Это утверждение является или следствием невнимательного чтения названия источника, или сознательной подтасовки фактов, потому что Вахушти Багратиони, описывая в географии Грузии горно-грузинские этнографические группы, соответствующие с чеченцами, нахчийцами, совершенно определенно называют последних дзурдзуками. При этом необходимо отметить, что по свидетельству Вахушти Багратиони, нахчийцы, дзурдзуки и кисты оказываются коренными жителями и, собственно, в Кахетии в первой половине XVIII века. В древнеармянских источниках название Дзурдзуки, Дурдзуки в форме Дурцк или Дурцук отмечено впервые в армянской географии VII века и идет в этом историческом источнике в одном ряду с такими нахчийскими этнонимами, как Двалы, Цанары, Цанарка, Кисты, Кусты, Туши и так далее. Теперь коснемся вопроса происхождения этнонима Дзурдзуки, Дурдзуки и его этимологии. Вопросы эти бесспорно представляют для нас не только лингвистический, но и исторический интерес. Крупнейший грузинский ученый, востоковед Г.А. Меликишвили еще в 1959 году обратил внимание на сходство этнонима Дурдзук, Дзурдзук с названием древнего манейского города Дурдуки-Зурдзуки. Ну, дальше вы уже знаете, я вам уже зачитывал по поводу там... Я дальше зачитывать не буду, потому что я буквально недавно зачитывал это. Да и думаю, вам самим неинтересно. Но если вы хотите, я могу и дочитать. В принципе, мы уже зачитывали его не раз.
Вот такие, вот, я вам зачитал. А, да, кстати, если вы хотите узнать ссылки, да, ну, вы можете сказать, вот, эта книга написана там якобы чеченцам и так далее и тому подобное. Я хочу, если я не ошибаюсь, сейчас. Нет, Дзурдзуки это не легенда. Нарты это легенда, а Дзурдзуки это не легенда. Давайте я вам перечислю авторов материалов, которые взяты и составлены это. Виноградов, Чакаев, Крещение армян, грузин, абхазов и аланов, в переводе Мар, Харадзе, Рабакидзе, к вопросу о навчийской этнонимике, Крупнов, Е.И. Средневековая Ингушетия, Шавхилашвили, грузино-чечено-ингушские взаимоотношения, Макалетия, Хевсурети, Чеснов, быть чеченцем, Волкова, этнонимы, племенные названия северного, Цихесашвили, Вахушти, Багратионе, это каждый по отдельности. Армянская география, Маликашвили, Джамирзаев, Бабахян, Нунаев, Гамрикелли, Летопись Картли, Джуаншир, Мкртумян, Минорский, Новосельцев, Бакаев, Дьяконов, Алиев, Меликашвили, Герни, Меликашвили, Гамрикидзе. 30 ссылок, и все эти ссылки в основе своей являются не чеченскими. Надеюсь, для всех это понятно. Если вдруг вы считаете, что стоило бы прочитать еще, дальше мне не проблема это прочитать. Но с вами, с термином Дзурдукети я вас ознакомил. Дальше задавайте вопросы. Я надеюсь, мое мнение это легенда, твое мнение ошибочное. Чертов мы, гелы, глигвы, галгай, колка, галга, перевод хранители древа. Не слышал такого перевода. Это про галга. Я не про галга читал, я про дзурдзуков читал. Там четко указано. Но у нас тоже говорят 3 версии, что Дзурдзук первое, селение Дзур. Селение Дзур нет у вас, Заурова было селение. А Тейп от Суровых, 3 от Схора. Я не слышал такого, честно сказать. Может у вас есть, но у нас такого нету. У нас конкретно есть, я это публиковал, и есть у меня, если сейчас я могу тоже зайти, просто я боюсь, что я потеряю много вашего времени, а так есть, я могу показать вам селение Зурзхуай, и это никаких проблем с этим нету. Ни Заурова, ни Дзур, а именно Дзурзукети, Дурцкети, это все указано, все это есть. Здесь спорить в принципе не с чем. Я вам перечислил 30 ссылок с названиями книг, с названиями страниц, все там есть, никаких проблем с этим нету. Тут посвященный Дзурдзукети, дзурдзукам, параграфы, просто чтобы вам было понятно. Ну, смотрите, я не думаю, что автор данной книги не описывает историю или этнонимы Ингушетии. Чеченцы дзурдзуки, этимология названия дзурдзуков дзурдзуки, дзурдзуки и бунтурки, сарматы и дзурдзуки, дзурдзуки в Причерноморье. Дальше уже идет чеченцы, кистинцы, Шарвай, Шарван, Шараэли, Шарур, страна Халеб в чеченских тептерах и так далее и тому подобное. Поэтому здесь никаких других. Ты на своем языке нас называешь Галга или Галга. Ты это кому задаешь вопрос? Чтобы ты понимал,
Или ты, кому это ты задаешь вопрос, я не знаю. Так, а теперь мы меняем дислокацию. Что-то... Ой. Джузи, конечно, бы сказала, что обычно Джузи, Бену, Бенаси — это люди, которые заходят парами обычно, чтобы надо мной поиздеваться. Сказали бы, что я совсем старый. Брат, приходится выйти, не в обиду, выйду, у меня просто дела. Да, конечно. Выходите, заходите, вы свободные люди, я как бы никого насильно не держу, чтобы не было такого понимания. Так что просто у нас в языке есть слово гургал, родственник. У нас нету, у нас гергал есть. Гергар — это родственник. Галга, если разделить на две части, это как говорить черту. Галга, если разделить на гал и га, гал у нас слова, насколько я знаю, нету. Гала есть, но гала — это город. Если говорить о башнях, башни у нас называются баунаш. Баулай — вот это как раз-таки жители башен. Галхуай — это жители городов. Юртхуай — это жители сел. Так. Не знаю, как у других, конечно. Ну, лингвисты лучше знают, наверное, у меня, как говорится. Ну, видите, здесь это жалко, что в этой так, 127, 128 страница. Сейчас постараюсь. Хотел посмотреть, есть ли у Сигаури конкретная глава. Талхик Наиб Аргунский, Дуба Наиб Вашендроевский, Идиль Наиб Веденский, Саду Наиб Мечекизовский. Фотографии есть их здесь. Эски Наиб Хухулинский, Магомед Эбин Наиб Закубанский. Наиб Закубанский. Имам Шамиль, Имам Мансур. Алейкум ассалам. Не лось, это не лось, Расул Адил Башлам. Говори как есть, ты же сам сказал, что изучал и знаешь истину. Не нужно этого сказать. Башла много чего знает, много чего себе не позволяет. Покажи эски. Черту сейчас. Эски. Давайте, раз уже пошла такая пьянка, как говорится, сейчас я вам постараюсь показать. Так, отсвечивай, да? Вот имам Мансур. Написано прямо так и написано. Имам Мансур. Так, графическая реконструкция. Вот. Здесь написано, что это имам Шамиль. Портрет художника Шлипнева. Вот. Дальше идет. Эски. Наиб Хулхулинский. Тоже. Вот. Магомед Эмин. Наиб Закубанский. Если я не ошибаюсь, Магомед Эмин являлся адыгом.
Может, я ошибаюсь, конечно. Портрет работы художника Богатырева. Вот. Идиль Наиб Веденский. Саду Наиб Мечиковский. Талхиг Наиб Аргунский. Дуба Наиб Вашандероевский. Мой любимец Батуко Наиб Шатоевский. Антоевский еще называют. Хаджи Мурат Наиб Аварский. Это тот самый Хаджи Мурат, голову которого не возвращает. Ну, здесь дальше уже идут Кунт Хаджи, шейх Дени Арсанов. Ну и все. Глигва — это искажение Галга. Нет, это не искажение Галга. Название Галга появилось позже, чем название Глигвы. Хотел посмотреть здесь до того. Здесь есть Урарту, здесь есть все. Албания есть. Этническую общность современных кавказских народов с хурито-урартским миром отмечают многие исследователи. Меликашвили прямо указывает, что в древности адыгейско-чечено-лезгинские племена были распространены не только к северу от главного Кавказского хребта, но и к югу от него. Вот как раз таки то, что мы говорили. Башлам, я видел ролик, где чеченская книга «Кодекс чести», и на обложке стоят башни. Башни, жена Ермолова говорит, стоят башни жены Ермолова, говорит, что эти башни. Послушайте, жена Ермолова или чья она там жена, я не знаю. Что касается Кодекс чести Конхола, книга Лечи Ильясова, там должно быть все написано, как есть. К сожалению, этой книги у меня нету. Что там жена Ермолова, я не знал, что жена Ермолова до сих пор жива, но, к сожалению, ничего подобного я не знаю. И у меня, по крайней мере, нету ничего подобного. Алла — это наше самоназвание, как бы. Мы не могли это взять от вас. Если бы вы называли нас, к примеру, своим названием, то да, это могло бы расшифроваться с вашего. Беков, я вообще не знаю сейчас о чем ты говоришь. Мне задали вопрос, как или мне, или черту, с кем здесь общается. На нашем языке что это? У нас нету нашего, вашего языка. У нас один язык, в принципе. То, что некоторые пытаются его там назвать иначе, но это ничего не меняет. Это один и тот же язык. И у вас, и у нас он одинаковый. То, что название Глигвы на официальных документах раньше, это правда. Это факт. Тут, как говорится, не поспоришь. Я, по крайней мере, не видел, чтобы они ранее назывались. Вот. Поэтому, я не знаю, это нелогично. Алга, по сути, должно появиться раньше, чем Глигва. К сожалению, нет, Беков. К сожалению, ни у вас, сегодня мы раздельные, Беков, и мы, и вы раздельные. Ни про вас, ни про нас, как говорится, ни Глигвы, Галга раньше не упоминается. Нет. Да и не забывай, что Галга, он идет же как тейп. Изначально, и Муса Зурабов об этом говорит, и другие многие ученые говорят, что это название тейпа одного, более крупного, экономически независимого, то есть он более был таким богатым. А в дальнейшем уже начали объединять под это название уже все остальные общества. Галга был название тейпа, одного тейпа. Это совсем другая тема.
Что касается Глигвы, ну, я зачитал, я не знаю, калканцы в 17 веке, Глигвы, когда упоминается, тоже я вам упоминал в 16 веке. Вот самые ранние упоминания, это официальные данные, это ко мне не должно у вас быть какое-либо... я не обсуждаю вашу историю, вам лучше знать. Если вы говорите, в первом тысячелетии написано, это ваше дело. Я, честно сказать, и не хочу. Я вам зачитал про дзурдзуков. Там в перечислении названий дзурдзуков, кому это относится, уже идет, кому это относится, а кому не относится. И вот эти пересечения, каким образом к себе притягивают. И кто это называет себя, или как это называет, я вам зачитал. 30 ссылок, вы можете каждую взять и прочитать. Но назвать себя только потому, что якобы, что у каждого из них были замки, понятие растяжимое, конечно, замки в этом периоде, не забывайте, что замки даже в тот период были у Тушинов, у Хевсуров, у Нохчи и у Галга были башни, комплексы. Тут кому относится? Если так всех, кто проживает в башнях, называть дзурдзуками, то это понятие относится. Балкарцы могут сказать, что мы тоже дзурдзуки, у нас тоже есть эти башенные комплексы. Могут сказать сваны, у сванов есть башенные комплексы замковые. Хевсуры могут, Тушины могут сказать, а кому? Ну, здесь же четко указывается, здесь речь идет о дзурдзуках, и как бы одна из тех черт, которая отличительная, там говорится, ну, я вам зачитал, зачем? Вы можете, если вы считаете, что я вас хоть на чем-то обманываю, вы можете взять эту книгу, купить ее, посмотреть, это все есть доступно. Это же, я просто хотел посмотреть у Сигаури тоже, но, к сожалению, здесь сразу от урартийцев 128 сразу переход идет к имаму Шамилю. Ну, у меня нету всех книг, нету, понимаете, Ялхарим, Аллах, я бы вам зачитал. Здесь про хуритов, урартийцев, все это есть, очень много причем. Но вот что касается непосредственно дзурдзуков, здесь нету. У Джамирзаева есть, так что язык у нас немного похож, но не один уже. Я не знаю сейчас что, но изначально все это было одним целым. Вот. Непосредственно. То, что язык у нас немного похож, это неправильно. Я думаю, что это неверная трактовка, когда совпадение слов фактически 99%, извини, черту, это один и тот же язык. Вот. Язык и есть диалекты. Наш голландчурский диалект совпадает фактически на 99,9%. Поэтому я тебе говорю, если бы вы нас назвали как осетины по-другому, а не галгай, то да, можно было бы расшифровать это. Мы что, сами себя называли неправильной веткой? Нет, все, понял, это не ко мне, это к черту. Так к черту задается вопрос, это не ко мне. Дальше продолжаем. Задавайте вопросы, и я постараюсь ответить. Где вопросы задавайте. Если есть вопросы, конечно. Бекханов. Ассаламу алейкум, башлам. У нас, чеченцев, есть имена в честь народов. Нохчи, Анди, Сюли, Унки, Галго, Новый и так далее. Есть ли среди наших соседей такие имена?
Конечно, есть. Не Бекханов, не такие же, как и у нас имеется в виду, а другие, конечно, есть. Лезгины нас называют нахи, адыги нас называют шишани, осетины нас называют цацаны, кумыки нас называют мачугашлар, персы нас называли сасаны. Не путать цацаны и сасаны, это разные как бы. Кабардинцы нас называют чачаны, шашани, арабы шишани, грузины нас называли дзурдзуками, кистинцами, кистинцами. Что еще? Как армяне называют, я не знаю, честно сказать. Я не интересовался. У нас осталось 2 минуты, я перезагружу, у меня заканчивается трафик, и мы продолжим с вами общение. Дайте мне буквально 1 минуту, не теряйтесь, заходите снова. Ибраим, поставь на паузу, пока я перезагружаю. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Так. Продолжаем. Продолжаем свой эфир. Так, первая часть у нас закончилась. Надеюсь, что... Так, давайте задавайте вопросы, на которые, если я не успел ответить... Айса Аль-Кавказ, если покажет, конечно. Ага. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва Валикум баракатуху. ассалам ва рахматуллахи. Башлам, худут сега. Монкшвай. Да, что, алхамдулилlah. Умады. Атмен визлик монкшвай. Да, что, алхамдулилlah. Тайлай Танзания. Дзурдук Алец. Мы же по-русски говорим, да? Суббота, воскресенье идет эфир на русском языке. Знаешь, Башлам, я образования не имею и знаний не имею, поэтому ты меня поправляй, если я где-то буду ошибаться, да? Вот. Я вычитал в свое время
один средневековый грузинский историк, средневековый, он известный, он у них один такой знаменитый. Он писал в то время, в средние века, его фамилия известна, что от имени, дословно, от имени Дзурдзук содрогался весь Кавказос. Это был предок чеченцев. Ну, Вайнахов там было написано, да, предок Вайнахов. И первый грузинский царь, чтобы стать царем Грузии, взял девушку из дзурдзуков, то есть породнился с дзурдзуками. Это написал вот этот вот историк средневековый. И, наверное, всем известна эта легенда, да, когда один принц грузинский то ли ворует, то ли... Ты имеешь в виду? Что? Ты не про Саурмага рассказываешь сейчас? Я имя его не помню, но она история известна, когда он взял принца, да, сын царя, то ли он украл, то ли он взял жену девушку. Для того, чтобы установиться, подтянул, так сказать, своих ненхой, которые были дзурдзуками. Да, только они его, дворяне, его, князья его отодвинули от трона, он вспоминает о своих материнских... Да, вот эта вот история. Потом то, что ты говорил по поводу, там вопрос тебе был, родственники осетины, грузины и так далее, да, это самое, родственники или не родственники. Эта книга, она завтра к тебе придет, она должна прийти завтра, там интересная информация, и там рассказывается, кто такие, опять же, это автор это излагает, да, эту историю, что когда-то 2500 лет назад из южных степей Приуралия две группы скифов, одна на юго-восток, другая на юго-запад, выдвигаются, и вот они поселились в прикавказских степях, и из этой же территории, родственной этим племенам, выходит также две группы, двигаются сарматы уже, которые уничтожили скифов, ну и двинулись дальше, и вот из среды сарматов осталось племя аланов, которое не ушло никуда и осталось на Кавказе. Ну, да, именно по этому же суждению, по этим же ссылкам, и Хасан Бакаев, когда перечисляют, многие же причисляют сарматов, особенно к нам, имеется в виду к ногчи народу непосредственно. Почему? Потому что буквально очень многие могильники, тут речь даже не столько об Аланском царстве, но в любом случае могильники сарматов, очень много могильников сарматов находят, которым 4500 лет, 4000 лет находят в области государства Симсим. А это, чтобы ты знал, Курчалойский, Гудермесский район. Это даже не западная часть, то есть не там, где Маас был, Магас, это где нынешние там Нохчи, Алган-Юрты, вот не в этой области, не западная часть нашей Родины, там, где находилась как бы. Хотя, с другой стороны, на многих картах, не всякого исключения, что вполне вероятно и что вполне является, я предполагаю, а то сразу нужно говорить, а то нас любят нордейцы перевирать. Предполагаю, что граница государства Аланского царства была намного больше от моря до моря, то есть от Черного Понтийского моря до Каспийского моря. Точно так же, как и Хазарский каганат, государства, которые были более плоскостная территория, вот от Астрахани, опять же Каспийского моря, до Черного моря. И то государство было, и это государство. Но многие, к сожалению, не согласны с тем, что вот, когда ты говоришь, четко в истории указывается, Хазарский каганат просуществовал, вообще Хазарское государство просуществовало без малого 300 лет. И когда было Хазарское государство, Аланское царство было под ним. То есть хазары победили Аланское царство, и они выплачивали им определенное, в год один раз выплачивали исак, и при военном сражении непосредственно выставляли, я видел два источника. В одном месте написано, что это 2000 конных войск, в другом месте указывают, что до 20 тысяч конных войск. Мы тут должны четко понимать, если Аланское царство было огромное, было мощное, то для него 2000 воинов это ничего не значит.
Вполне возможно, я тут опираюсь уже на более 20 тысяч. Поэтому многие наши, особенно представители нашего нохчи народа, любят вот это слово хазария, нохчи дваш, ну хазарский каганат. Да, на самом деле хазарский каганат, в хазарском каганате среди воинов были чеченцы, что не украшает нас с одной стороны. Почему я объясню? Дело в том, что хазарский каганат воевал с точки зрения религии, я имею в виду. Против мусульман. Да, они воевали против халифа, вы знаете. Халифа, да, против мусульман воевали. И они оказывали жесточайшее сопротивление, и эта война длилась очень долго. После падения хазарского каганата Аланское царство еще существовало. Не забывайте, что хазарский каганат пал в 9 веке. Ну, по крайней мере, официально говорится там, что в 9-10 век уже окончательно пал. А Аланское царство пало под натиском и последний разрушен при Тимуре Хромом. А это уже 14 век. То есть еще 400 лет после хазарского каганата Аланское царство существовало. Сводя вот касаемо скифов и сарматов, здесь есть очень большое, тут каждый историк тянет в свою сторону. Русские говорят, южные степи, якобы вот эти при Кубани, вот область Волги, вот с этой степи говорят, что якобы, что скифы это южные славяне, они пытаются утверждать. Некоторые, зная вот историю скифскую, сарматскую, утверждают, что они вот, были ближе вот, к нынешней территории, вот, предгорье Эльдупай, это касаемо как конееды, царские конееды. То есть они степняки, они кочевники. Да, они указывают, что они ели лошадей, то есть оно было вот как бы на самом, вот он их называет царскими конеедами. Вот это Геродот, кажется, указывался, если я не ошибаюсь, чтобы не ошибаться. Вот он указывал, что у меня, конечно, уже вызывает очень большое сомнение. Вполне возможно, что вот эти сарматы, когда пришли на Кавказ, они под определенным давлением смешались с нами. И часть их культуры, которую мы находим, именно из-за этого. Глубоко в горах сарматских могил мы не находим. То есть в области Дзурдзукети, горной части, мы их не находим. В области Аланского царства, допустим, в том же Тируе Мака, Дишни Мака, Кич, Меркштане, мы не находим их захоронений. Я, по крайней мере, не слышал об этом. Вот. А аланские захоронения находим. Вплоть до, я был в Нашке, когда я разговаривал с султаном, султан говорит, что вроде бы там есть аланские захоронения. Поэтому тут, конечно, очень много непонятного. Я хотел бы закончить, Башлам, то, что... Хумдас, я хотел бы закончить. И что дальше пишется? Вот в этой книге, ты это прочтешь, когда получишь эту книгу, описывается, что когда первый урон нанесли аланам монголы, но окончательно Тамерлан добил их, и остатки, спасаясь от Тамерлана, укрылись в горах. И там вот эти аланы, это, опять же, это не твое или мое мнение, это приводит автор этой, что аланы, остатки аланов смешались с одним из ираноязычных племен, которых было много, которые кочевали по Кавказу и переняли у них иранский язык, то есть фарси. И грузинские князья их закрепостили, те, которые смешались, ушли, спаслись. И вот так вот они остались вот на территории Грузии. Вот этой книге это описано. Я не знаю, как... Кстати, насчет вот... Я дам, как книга придет, мы это и зачитаем. Но я хочу еще сделать немножко касаемо вот этого момента в истории.
Мы говорили еще года два тому назад по поводу ираноязычных населения. Мы должны понимать, что даже среди осетин нынешних, там их несколько, дегорцы, кударцы и иронцы, там речь идет конкретно про иронцев, если я не ошибаюсь. И как они вообще оказались? Там дело в том, что они не кочевали, указывают. Я не могу сказать однозначно, но азербайджанские историки и грузинские историки, я попал на научный доклад, и они говорили, что была Великая Кавказская стена, которая делила Закавказье и Северный Кавказ, между ними была стена. Это от Кавказской Албании, то есть Да, там она по горам идет. От Дербента, грубо говоря, там дальше не только Дербента, от Албании Кавказской и до самой Грузии. Что при строительстве, там указывается, что это великая там стена, которая там они указывают, что вот как-то не обидеть и не рассорить, как бы это сказать. Но факт остается фактом. Они использовали вот эту силу, раб-силу называете, или как в качестве пленных, вот этих ираноязычное население, которое устраивало, они князья, цари, которые использовали этих персов, строили как при строительстве этой стены. Потом уже, когда эта стена уже до Грузии дошла, чтобы защитить от набегов, они оставили часть людей ираноязычных в Грузии. То есть закрепостили, опять же возвращаясь к этому моменту. И таким образом они остались. Они не говорят, что они ираноязычные. Они там указываются как овсы, асы. Не асы, а овсы написано они там. Я и не знал ранее, что это название Осетия или овсы дали грузины. Оси. Вот. Но Оси Цегирсон именно овсы алязин геносунцига. Но опять же, я не могу утверждать этого, поскольку они вот указывают, что именно вот таким образом на Кавказе оказались некоторые ираноязычные племена. А что касается грузинское царство, было намного больше. Вот, наверное, многие знают, кто изучает историю Грузии. Они от Кавказской Албании чуть ли не до самого там Абхазии считают, что это была Великая Грузия, и они входили в состав этого. Поэтому я влазить туда не буду, но эту версию, как они оказались на Кавказе, говорили. Вторая версия, которую я услышал, у Тамерлана, тот, кто не знает, была такая тактика. Любое государство, которое было завоевано Тамерланом, их армия переходила в состав армии Тамерлана, Тимура Хромова. И вот одна из частей Тимура Хромова это ираноязычные персы, которых во время, когда разгромил он Аланское царство, не забывайте, что разгром пошел именно с Пятигорья, со стороны адыгов. То есть этой части он начал уничтожать, и с запада пошел на восток. Пошел на юг. Как многие пытаются сегодня сказать, что он с востока. Нет, вот оттуда. И вот именно часть его гарнизона, которые были ираноязычные, со времен Тамерлана прошли и осели в этой части, ассимилированы непосредственно с остатками Аланского царства. А тут уже входит туда, в состав входят и карачаевцы, и балкарцы, и нохчи, и галга, и даже многие сегодня не любят, но и адыги то же самое. И адыги, часть адыги, потому что государство, где адыгов было намного шире, чем сейчас многие считают. То есть она задевала часть, Аланское царство входило, они имеют тоже право. Я, конечно, понимаю, что там есть какие-то непонятки нынешние между сегодняшними карачаевцами, балкарцами и адыгами, но я не пытаюсь их рассорить, но факт остается фактом. С другой стороны, Тамерлан считается, что оставил тюркоязычных, это уже непосредственно кумыков. Но многим это говорят, что это неправда. Многие кумыки тюркоязычные утверждают, что они потомки гуннов. Да. Я, честно сказать, тут я немножко сомневаюсь насчет гуннов. Почему? Потому что хунны, это с северо-восточной части Китая пришли.
То есть они должны были быть как минимум монголоидной расой. Но кумыки не являются монголоидной расой. То есть они не относятся, донатил Асламбек, да, Саадуэл, да, Духуахуэл, Будисник, Эзершка, Саудуэлитив, Дерезхи, Гона, Апостоласа. Если они являются, чтобы они поменялись внешне, я хочу, чтобы было понятно, монголоидной расе относятся в основном, допустим, нагайцы. Да. И нагайцы, и кумыки фактически по соседству. Так не может, чтобы антропология одного этноса поменялся, а у другого этноса он остался таким, как есть. Так не бывает. Вы знаете, что нагайцы — это потомки великого хана Нагая, который в свое время занимал огромную степную часть, и от Пятигорья и до самого, чуть ли не до границы. До Харькова доходили их территории. Да, поэтому до Тарков, да. До Тарков, там есть и на картах. Нагайский — это не так, как сегодня там пытаются как-то что-то сказать, знают, что сегодня нагайцев не так много. Но я к чему это говорю? Они-то говорят, что они к кемерийцам относятся, к гуннам, хунну относятся, хазарам они считают, что они относятся, к булгарам, что они относятся, я имею в виду кумыки. Там я не утверждаю. Но что касается того, что ты сказал, касаемо, что сначала их монголы, да. Добил Тамерлан. Правильно. Во-первых, до монголов их покорили хазарский каганат. Хазарский каганат раньше. Вы должны знать, что монголы появились на Кавказе в 13 веке, 1221-1222 год. Да. То есть это намного позже, то есть даже через 300 лет после того появились монголы. Но вот этот момент, немножко им кажется, что это может быть оскорбительно. И сегодня многие дагестанцы не признают, что они были под персами. Но история говорит, что Петр I пошел воевать не против дагестанцев. И не было такого народа. Он пошел отвоевывать территории Кавказа от персидского влияния. То есть на этих территориях четко прослеживается, что персы полностью владели этой территорией. Да, там были восстания, да, там воевали против. Я не говорю, что этого не было. И сейчас они начнут, там у них есть великий этот, которого они, какую нацию не спросишь, они говорят, что убили там Надир-Шаха и так далее. Я не знаю, и не буду влазить в эти дела. Но факт остается фактом, что персы доходили до границ с нами, то есть до Симсима доходили, но влияние на нас, я недавно зачитывал вам, вы слышали эти документы касаемо, как они хотели во времена Бейбулата Тайниева, если бы там описываться, этот документ я и опубликовал, вы должны знать, что они сказали, что мы поддержим. Они воевали из Грузии, персы воевали там с Османской империей, с сельджуками воевали персы. Вы знаете, да, тот, кто изучает историю, то есть это разные периоды. Здесь 3 геополитические мощные государства раздирали Кавказ уже после, более позднем периоде. Это Персия, это Османская Турция и это Россия. Вот. Да. Это, и, кстати, на сегодняшний день ничего не изменилось, кроме того, что сейчас в данный момент Россия, Турция и небольшое, но влияние до Южного Дагестана доходит и у персов. Но там уже появляется небольшая прослойка, к сожалению, сегодня, не к сожалению, а мы знаем, что Турция очень сильно поддерживает Азербайджан, и хоть многие считают Азербайджан шиитским, это неправильно. Там фактически 50 на 50, что касается шиитов и суннитов. Власть, непосредственно которая находится в Азербайджане, в основном это сунниты. И поэтому они имеют такое большое влияние, то есть Турция полностью поддерживает Азербайджан во всем плане. То есть здесь мы видим, что укрепляются геополитические силы Турции, Османской империи. Ну, потомков Османской империи, нынешней Турции, чтобы было понятно. Вот, как говорится, что касается появления здесь ираноязычных, они-то говорят, что они прямые потомки Алан. Я не отрицаю этого, потому что если они хоть 100 лет существовали в Аланском царстве, то они в любом случае имеют право говорить, что мы Аланы.
Почему? Я объясню, обосную. Если они пришли с Тамерланом, конечно же, они не потомки, они те, кто разрушили Аланское царство. Если они, как утверждают и грузинские некоторые ученые, источники, которые, люди, те, которые входили в состав, там, строили эту стену, ну, были частью Грузии, то тогда они прямые реально потомки Аланского царства. То есть и они имеют право называть себя аланами. Вот такая ситуация. Но опять же, прошу не забываться, что я ничего против никого не имею, мы просто обсуждаем, исследуем этот вопрос. Дегорцы имеют прямые и самые близкие родственные отношения именно к Нохчи и Галга. Это и Дударовы, и остальные, но лам ахки воиниш будешь, Нохчи будешь, ахка, и Дударовы, и остальные, которые там должны. И поэтому на сегодняшний день в Осетии показывают определенную часть такой же J2, как и у нас у многих. Вот такая ситуация. Башлам, я вот вчера я не смог зайти, у меня не получилось. Ну, я вот слушал, тут пишут тебе там, ты географией занимаешься, историей все еще занимаешься. Ну, упрекают, или говорят, или шутят с тобой. Ты знаешь, мне было неприятно это слышать. Это не только потому, что это в твой адрес было сказано, а в том плане, что, знаешь, есть такое выражение, восточная мудрость, говорят, это арабская, я процитирую ее сейчас, но не отыщет будущего тот, кто не желает прошлое узнать. История – наставница людская, а опыт предков движет поколение, творящее грядущую судьбу. Сократ сказал, не вспоминая прошедшего, нельзя увидеть настоящего, а не увидя настоящего, нельзя предвидеть будущее. Поэтому те люди, которые говорят об этом, они как минимум невежи, они не понимают этих вещей. Понятно, что каждый человек тянется к тому, что ему не хватает. Вот, там человек, у которого много денег, но ему все время не хватает, и он тянется кто-то к деньгам, кто-то там к славе, к известности, а кто-то занимается воспитанием подрастающего поколения, скажем так. И история, она нужна. Я бы хотел по этому поводу привести один пример, не из глубокой древней истории, а из современной. Например, Валерийское сражение под командованием генерала Голофеева, в котором принимал участие Лермонтов. Он написал это. Я вот недавно буквально, мне Лермонтов нравился, я его читал, я его цитирую, привожу. Наверное, ты, наверное, Иса, ты Лермонтова не так хорошо знаешь, как я. Я имею в виду, я не его творчество имею в виду, у него великолепное творчество. Нет, я хочу другое. Отношение к самому нашему народу, оно было... Да, я об этом как раз я и хотел сказать. Позволь мне, пожалуйста, Башлам, я скажу. Я тоже точно так же, наверное, думал, как и ты, пока я вот буквально недавно прочитал, что именно Валерийское сражение изменило мировоззрение Лермонтова к колониальным захватническим войнам. И когда я специально сравнил его произведения до 40-го года, до Валерийского сражения, и после, они совершенно разные. Вспомним пример. Хоть я небольшую ремарку сделаю. Вообще в автобиографической жизни Лермонтова многие не упоминают, что именно после Валерийского сражения у Лермонтова произошел сдвиг. Многие говорят, что он начал немножко сходить с ума из-за увиденного крови, убийства, которое было. То есть у него считают, что у него произошел некий... психологический срыв, да? Да, психологическая такая сильная травма, просто он не рассчитывал. Он же питерский, грубо говоря, с Санкт-Петербурга его сослали. Он был таким неким, как
Есенин 20 века, хулиганом, Да. задирой Да. был. Пьяница, Его дебоширом, да, Да, дуэлянтом. ему в Питере, дело в том, знаешь, это если сравнить с нынешней сегодняшней ситуацией, дело в том, что люди, живущие там, в центре, они думают, что вот все, кто живут на галерке, то есть, как называли в истории Тму-Таракани, а Тму-Таракань, это, кстати, Да. называли нас, чтобы вы знали, все, кто находится далеко на границах Российской империи. Ну, тот, кто изучал историю, может, знает, что такое Тму-Таракань. Ну вот, а Тму-Таракани, все, кто живет, они рассказывали такие байки, сказки, что вот мы там побеждаем, наказываем этих варваров и так далее. И Лермонтов своих вот до этого сражения, своей ненависти, своего презрения, варварства к Кавказу, он указывал именно как человек со стороны, которому навешали ярлыки и рассказали о нас как о бандитах, о террористах, о народе варваре, которые вот, ну, никак, остальные все вот, ну, чуть-чуть там подсуетились, там пошумели, постреляли, ну и подписали, договорились. А эти вот, ну, никак не идут. Их убивают, их изжигают, и все равно. И вот именно после этого я просто, не потому что ты не знаешь, Айса, тем, кто нас слушает, я о Лермонтове много знаю, особенно не творчество именно, я имею в виду, а документальное, как его, до последнего, когда его убили. Да, и все. И вот момент четко упоминается, его в библиографии, автобиографии упоминается, что после сражения, вот Валерийского сражения, у него очень сильно поменялось мировоззрение. И оттуда он ушел и больше не возвращался никогда в Чечню. То есть после этого сражения он не участвовал в Кавказской битве здесь. То есть его, конечно, там застрелил Мартынов в Категорске, но сюда, по крайней мере, они говорят, что он больше не ногой. То есть да. Очень сильно избягку убила, продолжая это как-то. Вот смотри, вот как пример, как образец до Валерийского сражения он пишет, ну, к слову, к тому, что ты говоришь, «Смирись, Кавказ, идет Ермолов», да? А в этом же Валерийке он описывает рассказ старого солдата, который также говорит, как при Ермолове ходили в Чечню, в аварию, к горам, как мы их били, как доставалось и нам. То есть он вот этот свой снобизм, да, вот это вот высокомерие, которое вначале было, он, может быть, извиняясь и описывает, дает вот это вот картину, преподносит, что, мол, не только были люди для битья мы. Ну, я хочу еще одну вещь сказать по этому поводу. Ведь он периодически заступался после этого за горцев, и с Мартыновым у нас, в принципе, Валентин заступился за нас, и он стал, вот эта причина этой ссоры, этой дуэли произошла у них, когда он его... Ну, у меня немножко другая версия, ладно, я там, да, если ты посмотришь, там он периодически он ему говорил, когда тот с пренебрежением отзывался, он один раз, два раза, и под конец он ему говорит, ты как два горца с этими двумя кинжалами ходишь, и Ахтерин, он его подколол, и вот из-за этого у них произошло. Но я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать, что Лермонтов, это же все-таки человек был просвещенный, да, и сегодня великая страна, огромная страна, держава воспитывает своих детей на основе, в том числе и Лермонтова, да, то есть его знания, его ум. И вот не своими, скажем, какими-то, ну, храбрыми, мужественными действиями, может быть, и какими-то нравами, да, скажем так, Лермонтов, на Лермонтова, просвещенного, он же все-таки не крепостной из Рязани был, правильно? Он же был человеком совершенно иного плана. Я также хотел бы сказать по поводу рязанских мужиков, образно говоря, да, вот, которые приходят и пытаются заниматься нравоучением, да, вот ты рассказывал тоже вчера, я слышал, я не запомнил его имя, фамилию, о том, что там он что-то говорил, рассказывал. Да, сейчас я в плане хочу дать тоже ответ. Как мы знаем, Россия
пришла на Кавказ, после чего попыталась закрепостить горцев Кавказа, так же, как она закрепостила русских людей, русское население, Россия. Ведь татарская орда крепостное право не принесло же с собой, не установило. Крепостное право было внедрено Петром I, когда он приехал из Европы. Это чисто европейский проект, то есть мы знаем, что он брил бороды, приучил к табаку, ну, к одежде. Брил это, конечно, так, если мягко сказать. Мягко сказано, да. Ведь его окружали, вот это политическое, высшее политическое руководство, окружали кто? Французы, немцы, голландцы, англичане, которые, начиная с генералов, кончая высшими и средними и младшими офицерами, участвовали в Кавказской войне и устраивали весь этот геноцид. А русский солдат, он был крепостным. Он был у себя крепостным и был в армии крепостным. То же самое они делали и в Америке, эти цивилизованные европейцы, давая несколько долларов за скальпы индейцев, уничтожив целое население Америки. Как у нас платили за головы горцев по золотому червонцу. Это ихняя политика, которая была и проводилась у нас на Кавказе. Но я не об этом хочу сейчас сказать. Очень странно, я хочу сделать небольшую ремарку, очень странно, что сегодня они называют варварскими и дикарями людей, которые отрубают голову или отрезают головы. Хотя, насколько нам известно из истории, вообще это пришло как раз-таки не от нас. Конечно. Мы являлись. В истории нету такого, чтобы мы, именно кавказцы, рубили голову. Зачинателями этой моды. У нас есть четко указано, кстати, и вот этот адат, который убрали, кражу невест, он, как и он, и кражу скота, угон скота, нападение небольшим количеством, вот это переняли у татаро-монгол. Рубить голову и все остальное, это переняли у европейской цивилизации. Да, в Европе есть очень хорошие, на сегодняшний день они уже перешли через все это и называют себя сверхдемократичными. Ну, вы не забывайте, что демократия появилась по сути своей, впервые упоминается, что в Древней Греции. Но что осталось в Греции? Что есть Греция на сегодняшний день, это не самая развитая европейская страна. Возьмем Древнеримскую империю со своим правом, тоже со своей демократией. Что осталось от Древнеримской империи? Я уже не говорю о том, что поделились на две части, католическая, там, православная и все остальное. Просто люди, которые не знают истории, люди, которые не понимают и не знают, откуда уже вообще появился вот тот или иной, я обычно не скажу, но в истории появилось то, что рубили голову, переняли, то есть угон, убийство, вот эти варварские нападения, которые через определенный период Европа отказалась. Дело в том, что, чтобы было понятно, сегодня Россия и многие просвещенные люди России, не считая Европы, издеваются, смеются над кавказцами, говорят, они до сих пор живут родоплеменным строем. Вы знаете это, да? Это ни для кого не секрет. Это вот этим упрекают нас. Но опять же, они забывают о великой демократии, которую они так сильно любят. Демократия, либеральное там, право и остальное. Они забывают, что право каждого человека, как он хочет жить, при патриархальном строе, родоплеменном строе или других феодальном строе. Это дело каждого этноса. И не нужно заставлять его перепрыгивать через определенную, через то, что вы прошли. У вас не было чумы? Была. У вас не было отрубания. Гильотина где появилась? В Европе появилась. Все остальное. Допустим, да, единственное использование, я это упоминаю, в истории первое бактериологическое, химическое оружие, бактериологическое оружие считается, что сделал Чингисхан. Вы знаете, да? Заражался, брали трупный яд, то есть заражали чумой. При осаде любых больших крепостей забрасывали катапульты, через определенное время люди начинали умирать, и они брали. То есть это считается первым видом бактериологического оружия. Но все остальное, сказать, что вот это
появилось от этих родоплеменных там представителей чеченского, там, другого кавказского народа, приписать к нам очень сложно и неправильно. К сожалению, ты, наверное, знаешь, есть некий Троцкий, Троцкий не тот, которого зарубили ледорубом, а вот сейчас он ведет на Муз-ТВ. Нет, я его не знаю. Я думаю, что многие, тот, кто занимается, там ему, кажется, не Лев Троцкий, ну как Троцкий, он РУ-ТВ он ведет, блогер он, не суть. Но факт, как-то при очередной ситуации, я не помню, то ли это было какой-то кипиш, молодые ребята, энергичные, со своим темпераментом, поехали где-то потанцевали, или то ли это были азербайджанцы, которые на свадьбе постреляли. Ну, я не знаю, суть. Кто-то из чеченцев что-то сделал там. И он в одном из своих интервью, и как-то получилось, я просматриваю все, вот из самых крутых, я просматриваю все, что они говорят, будь то Ходор, будь то он там, я не знаю, и все остальные. Я прослушал, он говорит, вы знаете, говорит, что могут сказать эти чеченцы, он сказал. Прямо так он трактует, и его слова. Он говорит, они должны радоваться. А там как раз таки шла о культурной революции. Он человек культуры, он себя считает начитанным, таким хорошим евреем, который образован. Мы же мир весь на евреях, как говорится. И он говорит, чеченцы, наверное, забыли, откуда у них вообще появилась письменность. То есть, и он упрекает нас, что, мол, он говорит, русская культура, русская цивилизация принесла письменность чеченцам. Человек образованный, человек, знающий историю, никогда бы в жизни этого не сказал. Во-первых, он забыл, если он является евреем, где горские евреи жили и получили убежище. Они получили в основном, самые такие коренные евреи, они были на Кавказе. И здесь они жили до 90-х годов, до первого военного. Не только здесь, я имею в виду на Кавказе, но я говорю за Чечню. И евреев здесь, чтобы притесняли, убивали, такого нет. И не было такого. Это хорошо ли, это плохо, суть не в этом. Но они получили убежище. Это раз. Во-вторых, человек, знающий историю, любящий историю, географию, культуру, не сказал бы этого, потому что до того, как появилась кириллица у нас здесь, у нас была латиница, до латиницы был арабский язык, был тюркский язык, был греческий язык, был грузинский язык. Да, наша проблема, к сожалению, проблема нашего народа в том, что мы не сохранили письменность. Это наша проблема, это наш бич. Мы знаем это сами и ищем до сих пор, понимая, потому что те люди старостные, все остальные, которые относят то к индоевропейской там, языковой культуре, там, то к другим культурам, много чего можете найти, посмотрите. Но они называют одним из древних. Ну, посмотрите, одно из самых первых и древних государств, Хуриты и Урарту, столько лет армяне пытались притащить себе, не могли никак, и бах, как снег на голову, больше всего слов. Чтобы, опять же, не дать это чисто чеченцам или нохчи-адыгам, хотя ученые сегодня говорят, не столько к сюли языку он относится, а в советское время написали наха-дагестанская языковая культура урартийцам. Абсолютно нет. Больше наха-адыгская языковая культура подходит к переводу, потому что и там хуриты урарту, и хетты-хаты. Хетты-хаты это потомки их. Урарту, хуриты. И там по соседству здесь, и среди дагестанских слов очень небольшое количество найдете. И найдем мы в дальнейшем, потому что мы изучаем это. Я к чему говорю? Необразованные люди есть не только у нас. А ведь этот же Троцкий считается интеллигенцией, светом, там, он ведет там, на Муз-ТВ ведущий, фильмов снимается, он аналитики, анализ он делает, все остальное. Ну, посмотрите,
такую глупость сморозить прилюдно, который вот возьмите, я не любитель его, но возьмите Сатановского, востоковед, возьмите Жириновского, востоковед, возьмите Яна Честного, тоже еврей, возьмите этого же Коби, этого же Соловьева, который теперь уже, когда ему показали, вот посмотри, здесь это народ, это автохтонный народ, древний народ. Теперь они даже не говорят, а этот вылез и говорит, мы научили. Это тема, мы вот заставили русского рязанского мужика умываться по воскресеньям там, и так далее и тому подобное. Это не прокатит здесь на Кавказе. На Кавказе использование металла, я же рассказывал, у нас нашли череп, датировка 5 века, и этот череп был медной пластиной, то есть была сделана трепанация черепа. Трепанация черепа у нас проводили, у нас была здесь вот очень сильная медицина. Да, и поэтому я к чему это говорю? Это подтверждают археологи, вы можете посмотреть документы, этому есть. Упрекать нас в том, что мы варвары, дикари или что-либо, вы посмотрите, откуда корни идут-то. Корни откуда идут. Для того сегодня ученые утверждают, что чтобы не назвали так, как есть, а американцы и некоторые европейцы до сих пор называют, раса называлась кавказианской расой. Она не называлась его. Европеоидная раса была введена в СССР. Сталином. В СССР был этот термин введен. Да. До этого, и если вы посмотрите в других ученых, посмотрите у того же Блюменбаха, одного из величайших немецких ученых-антропологов, посмотрите у американцев, они пишут кавказиане. Вообще одна из рас, кавказианская раса. Понимаете? Как монголоидная, негроидная. Европеоидной расы не было. Не было. Убрать от кавказцев и вот переименовали и сделали вот так. Многие люди этого не знают, многие не изучают. Честно скажу, Айса, ДРС, что обратил внимание на то, что вчерашний вопрос, мне упреки или я это прекрасно понимаю. Ты же видишь, сейчас может быть там 70, 80, 100 человек, может быть в Ютубе, там человек 20, 30 или 100 человек бывает в Инстаграме. Опять же, если бы, я тебе даю голову на отсечение и могу поклясться на Коране, если бы эти эфиры приносили бы хорошую финансовую стабильный доход, если бы оно давало бы что-нибудь вот такое, десятки, тысячи людей сидели бы здесь. К сожалению, я же поэтому и говорил, если мы станем сегодня космополитами, мы потеряем свою идентичность, мы перестанем быть ночью. Космополитой, чтобы вы знали, это такое нехорошее иностранное слово для тех, кто не понимает. Это человек, который может поехать в любое государство и сказать, я дома у себя. То есть у него нету ни родины, ни флага, то есть весь мир он считает своим домом. Это на самом деле это какая-то ерунда, это байда. Я понимаю это. Так-то, конечно, мы все земляне, когда начинают говорить, мы же все от Адама и Евы. Да, но ты докажи. От Адама и Евы есть люди, миллионы людей, которые до сих пор верят, что человек произошел от обезьяны. То есть за счет эволюции. Хотя Дарвин, многие люди утверждают, что Дарвин такого никогда не говорит. Может быть, действительно есть такие, которые от обезьяны, или от свиней, или от собак. Я так и называю. То есть есть люди, которые отрицают. Поверьте мне, теорию заговора, многие пытались мне, чтобы я там, давайте поговорим в эфире о теории заговора. Это вот оккультные темы, теория заговора, это вообще глубокая тема, которую, если я начну, не потому что я ее не знаю, я знаю, но если я это начну рассказывать, я боюсь сразу все имамы, все, кто посмотрит мои видео, сразу скажут, ты сатанизм. Это целая наука, этот каббализм, этот оккультизм, как они занимались, чем они занимались. Это все история дает ответы на многие вещи. И я хотел бы знать, сегодня молодые перспективные люди считают, что знать историю, ты не должен быть учителем истории. Шудухдахаш. Им приходит, Тамаева, Буйтюах, я говорю, учите свою историю. Вернитесь 200 лет тому назад, и вы найдете таких же людей, которые, как сделали Тамаеву, делали в тот период. Начиная там, учите свою историю.
Вы будете знать, кто вас предавал, когда вас предавали, за что вас предавали, как вам приходили, как вам навязывали под красивой, Аллаху алям, Всевышний Аллах знает лучше. Мы мусульмане, мы гордимся этим, но мусульманин это не тире глупый человек, не тире доверчивый человек. Мусульманин тире умный, ответственный, образованный человек должен быть. Вы почему-то, вот нам что-нибудь красиво, религиозно придет, кто-нибудь расскажет, все, мы должны 1000 стек алагаты. Ну что духдахаш, хаусинш, они получили десятки, сотни медалей за то, что потом же, позвав нас и уничтожили. Нас, я имею в виду, кто бы это ни был. Ну, посмотрите, задумайтесь, ну, почему мы должны быть глупыми, почему кто-то должен управлять нами извне, почему мы не можем сами жить у себя как люди, почему мы не можем строить свою республику, любить друг друга, жалеть друг друга. Нет, обязательно. Ах, ногчу, вахошербу, а син свой мата, дают скияти. Ах, ногчу, вахошербу, цунок, ойля, ин авал, ах, удуют, и санве, мавацер, виш вахошербу, дени, атхилцер, цахелкте. Ну, последние войны. Я не люблю тематику новейшей истории. Почему? Для меня это боль. Последние войны, куда бы ни взяли. Белые, красные. На белой стороне ногчебу, на красной стороне ногчебу. Ну, летаются, я могу там, честно сказать, не могу уже. Я не хочу этого понимать. Я хочу, чтобы мы жили, учились и развивались. Вы посмотрите, есть мосты на сегодняшний день. У нас очень мало профессиональных инженеров. Вот я говорю со всей ответственностью это. Профессиональных инженеров, таких, которые могли бы восстановить и реконструировать те мосты, которые строили наши предки 500 лет тому назад. Посмотрите в горной части, как стоят эти мосты без цемента, без арматуры, без ничего. Они землетрясения, танки, войны, все прошли и до сих пор стоят. Да, их мало, но они есть. А там она даже больниш метриту, да, дадудаш, гюржимахкар специалист валу вез, сюлюш хабалин, царь улк шардает ез, вот почему? Потому что заленились, потому что не хотят учиться, потому что шибует вяха, все, Мерседес, Бентли, тел езма ез, сунома еза, кьечанма ез, кьет и суна, но техье хили, чтобы о нас говорили хорошо, чтобы о нас, я не знаю, ну, Вайкам жим надувай. Опять же, простите за то, что вот так, как бы монологом в основном накипело. Ну, ты начинаешь говорить людям, вот книга. Здесь я читаю ее. Многие начинают говорить, вот ты ничего, ты не вообще не... Ну, это понятно, норница, это понятно. Ты вообще не историк, ты берешь, зачитываешь. Вот это, не зачитывая, я вам рассказываю. Но когда я рассказываю, это получается, чеченофоб, ногчи, сказочник. Я поэтому специально вам зачитываю каждого автора, армяна, грузина. Почему? Чтобы вы не сказали ногчи, что ли? Шадик ногчи, ногчи. Это ученые, академики, профессора, которые свою жизнь посвятили этому. В честь них названы университеты, улицы. Другой мир живет, вы поймите, это такой мир сейчас, в котором вы сидите сейчас, мы рассказываем, там, чай пьем, кто-то доллары считает, кто-то там евро считает, кто-то другое. Мы сидим, не понимаем даже ничего, образованные, монголоиды, ну, негроидов, в принципе, даже и негроиды, любой может нажать кнопку. С точностью, со своими спутниками, с точностью до 1 или 10 сантиметров прилетит бомбочка, все. Нету целого города. Нету 100, 200, 300 тысяч, миллион человек. Нету. И что вы сделаете со своими этим всем? Ничего вы не сделаете. Вот незнание, и даже у нас нету полумиллионной армии. У нас нету миллионной армии.
У нас нету 100-тысячной армии, что Дугдахаш, а мир большой. В этом мире нужно выживать и жить. А понты не катят, мы это и так знаем. Это бесполезно. И этот мир завоевать можно только чем? Вот этим. Если вот этого не будет денег. Не будет денег, не будет ни технологий, не будет, ни ученых. Если нету ни ученых, ни образованных людей, мы воспитываем поколение рабов. Поколение рабов, потому что они ничего не будут знать. Вот мы сегодня смеемся и говорим, на самом деле, многие говорят, Ограниченными будут. в Москве и в Питере говорят, вот, понаехали там в Москву, все, киргизы, таджики, узбеки. Ну, вопрос возникает. Пускай их будет 1-2 миллиона в Москве. И если уедут киргизы, таджики, все остальные, не в обиду, я говорю, этим нациям, у них сегодня тяжелая экономическая ситуация. Если они все уедут, все, кто будет очищать эту Москву? Кто будет за ней следить? Кто будет белить, ложить, что это? Откуда? Вот точно то же самое возникает и у нас. Деньги будут не всегда. А методы их заработать, силы тоже у человека же ограниченные. Сейчас в последнее время очень ограничено. Ну да, Аиса 20 лет может уехать в Москву. Ну сколько он проработает? 40-50 лет, и ему уже не захочется там жить. Он скажет, вот к чему приходит. Ты не сможешь всю жизнь прожить ни в Европе, ни в... Почему не сможешь? Потому что, что бы ты ни говорил, что бы ты ни делал, рано или поздно, если ты, конечно, тебя тянет домой, тебя тянет к своему. Да, сам индивидуально, как человек, тебе хочется домой. И ты уже не сможешь ничего сделать против подрастающего поколения. Устроиться. Я к этому говорю. Поэтому, к сожалению, когда сегодня меняется тенденция, сегодня, когда меняется... Я понимаю людей, которые не хотят, чтобы Вайкан деши. Я понимаю. Им нужны рабы. Им нужны те люди, я, знаешь, Башлам, я бы хотел добавить, Абех Мабила, это Тохан Аялла. Понимаешь, я думаю, что дело не в том, что им нужны рабы. Дело в том, что... Кстати, ремарка, рабы не в прямом смысле. Нет, я понимаю, отсталые, глупые, недалекие люди. Да, я думаю, что они опасаются вот этого вот прогрессивного, свободного, той природы человеческой, которая все время стремится к лучшему, да, потому что мы в себе несем лучшее, справедливость, почтение, уважение, да, не только к самим себе, к своему образу жизни, но и к окружающим людям, которые воспринимают это за глупость, за слабость и так далее. Вот это вот, эти качества, они же заразительны для тех людей, которые не знают, кроме рабства, кроме унижения, они аккумулируются, понимаешь? Но я хотел бы, Башлах, закончить вот про кавказские события прошлого, да, чтобы на сегодняшний день, вот, ведь Александр II, чтобы остановить войну на Кавказе с горцами, отменяет крепостное право в России, так как в одной стране не могло существовать две государственные системы, политические системы свободных горцев и рабского крепостного права в России. Это сами ученые и сами историки это говорят. Другими словами, мы не только отстояли свою свободу, свое право быть хозяином своей судьбы на своей земле, но мы и освободили огромное количество русских людей от рабства. Я боюсь, конечно, многие российские историки с тобой не согласятся, но они это утверждают. Нет, последнее это мое утверждение, что благодаря вот этому произошло. Но то, что именно Александр II... Крепостное право отменили в 1863 году. Некоторые говорят 1861. Да, и
И поэтому чеченцы вышли из войны, из имамата. Имамат не проиграл войну. Он приостановил эту войну. Он отказался вести боевые действия с условием, что права горцев будут соблюдены и сохранены. Но опять же, это я что хочу сказать. Ну, поэтому... кто читал прокламацию Борятинского, я думаю, вы многие можете понять, почему задаются вопросы, почему наибы имама Шамиля якобы отказались от него, и после последнего собрания, несмотря на то, что в Кали введено, он призывал, отказались от этого. Да дело в том, что и не считая того, что было сокращено население до невозможного, плюс еще было одно обстоятельство. В прокламации Борятинского, Хасан Бакаев об этом очень хорошо рассказывает, были даны фактически все, что имам Шамиль говорил, но без шариата. То есть они делали упор не настолько на шариат, они говорили, вы будете соблюдать адаты, вы будете носить оружие, вы будете на своих местах наибами. В армию не ходить не будете. Вас не будут призывать в армию. То есть, вот налоги платить не будете. Да. То есть вот это все было в этой прокламации, если кто вдруг не знает и не понимает этого. Поэтому мне нужно перезагрузиться, я, к сожалению, Шинхан Дайошу, я перезагружу, и мы продолжим, хорошо? Там еще чуть-чуть у нас остался трафик. Я сейчас перезагружу. Ибраим, останови, пока мне нужно перезагрузить. Я немножко удивлен. Удивлен тому, что у нас Башлам и Хубейрах на заднем фоне. Это Deutschland, Германия. Это мне подарил мой брат из Германии. Поскольку скоро чемпионат мира по футболу. Позицию я чуть-чуть поменял, потому что у меня... Поэтому те, кто к тебе говорит или к нам, неважно, тебе, мне, кто к нам обращается и пытается нам чему-то научить или сказать, пускай на себя лучше посмотрят. Мы знаем, кто мы, что мы. Мы 500 лет назад еще выработали самые совершенные механизмы устройства нашего общества, которые могли бы послужить примером и для других народов. Поэтому вот эти вот люди, которые пытаются сказать, говорить о культуре или бескультуре, да, вот как этот Троцкий, я не знаю, кто он там, Ависный, Гвассер, поэтому... Ну,
то ли чем он решил подсуетиться, просто-напросто это был некий упрек говорить о том, что вы варвары, и мы вас научили на самом деле. Да. Вот мы знаем, кто варвары, а кто это самое. Мы видим, мы же не сегодня понятно, появились на свет. Да, Леонид, да. зовут. Ну, я к чему хочу сказать. Что является форматом для нынешнего современного общества, культура или же варварство? Отрубание голов, если варварство, извините, вы принесли это к нам. Не мы к вам, а вы принесли нам это. Рубить бороды, это вы принесли к нам. Не мы к вам принесли. Опять же, что можно упрекнуть? И так просто-напросто человек только образованный, хотя бы маломальски знающий историю, может ответить этим людям. Другие люди же сразу же будут идти на какую-то конфликтную ситуацию. Допустим, я не могу упрекать или там... Я знаю, мне многие пишут, вот ты с грузинами заигрываешь, там с адыгами, и мне начинают припоминать Гвишиани, припоминать, Берию начинают припоминать, или же начинают припоминать кабардинских князей, вот ты вечно про адыга говоришь, а вот их князья были здесь там, и начинают там рассказывать про другое. Но извините, к сожалению, если такими стереотипами судить, я хочу, чтобы люди понимали. Я буквально недавно публиковал, вы видели Курбанова. Курбанов является, он любит, он не любит, каждый может по-своему относиться. Но факт остается фактом, он рассказал этот исторический момент, который у нас в истории записан. И кроме него есть еще один момент, и я хочу, чтобы вы знали, да, Багратионе, когда был раненый, когда отвезли на Терек, отвезли русским, когда сказали, почему вы не попросили за него деньги, как за остальных, они сказали, мы за настоящих мужчин денег не просим. Точно так же, когда были убиты русские, чтобы их похоронить, не знали, как хоронить, украли попа за Терека, привезли его, спросили, как нужно хоронить. Послушайте меня, ну, насколько эти истории вам рассказывают, многие даже сути не понимают, насколько культурная нравственность была у наших предков. Рискуя собственной жизнью, переплыть, украсть попа, даже на сегодняшний день. Представьте сегодня, чтобы я сел на машину, поехал в Ставрополь, украл оттуда попа, грубо говоря, я гипотетически говорю, надеюсь это, украл попа, привез его в Грозный, говорю этому Грозному, здесь умер русский, я не знаю, я мусульманин, как его нужно хоронить, я не имею права по исламу его хоронить так. И он там отпевает, или что он там делает, деревянный гроб ложит, крест и так далее, и тому подобное, помогая его, похоронили. На самом деле, чтобы вы понимали, огромное количество, вы должны знать здесь почти, что со времен строительства крепости Грозный, сколько русских здесь умерло. Похоронены они здесь, в Грозном, все по окраине, Петропавловка. Столько могил их. И если человек, и никогда, я по крайней мере не видел ни одного новча, который бы сказал, а давайте уберем все кресты, разровняем трактором, пускай никогда их здесь не было, построим там дома и так далее и тому подобное. Но нету такого вот человека ненавистнической идеологии, политики среди нашего народа. Хотя пытаются нас в этом виде выставить. Да. Пытаются в этом виде выставить. Преступные элементы есть. Психически ненормальные люди есть. Я это знаю среди каждого народа. Я это говорю такому же, там, Троцкий, там, будь это кто угодно, Варламов или третий, который хочет показать нас варварами, дикарями, так, дикими своими, как вы называете, которые живут до сих пор родоплеменным строем. Ну, извините, мы-то жили со своим демократическим парламентским строем до вашего прихода. Это же вы пришли к нам,
Да, я понимаю, что это была ваша позиция, вы хотели сделать свое государство больше. Я все это понимаю с вашей, если бы я был бы таким государством мощным, вполне возможно, что я бы захотел бы сделать это. Но, с другой стороны, каждый субъект сегодня же федерация. Каждый субъект это своя национальность, своя культура. И чем эти люди занимались? Как они жили? Почему Рязанский Ваня сбегал из армии царской России и переходил на сторону имама Шамиля, ну, на сторону имамата, Эмиратства Северокавказского? Почему об этом не задумывается никто и не говорит? Не потому, что Шамиль был красавчиком, не потому, что там чеченские войны были бесстрашными и так далее. Нет. Нет, уважаемый. Да потому что было справедливое отношение. Никто, пока ты воевал, не насиловал дома, не закрепощал твою жену, твоих детей и так далее и тому подобное. 25 лет ты не должен был служить на государство, как это там, вы знаете, это из истории можете посмотреть. Отношение к людям, к солдатам было иное. Конечно, они хотели менять там, хотели быть похожими. И становились свободными людьми. За это время, если люди, вы не знаете, если кто-то не знает историю, с Украины во время Голодомора переселили сюда украинцев. Турки в Мескетинов побили, там Грузии оттуда прогнали. Ну, опять же, я говорю про историю, не подумайте, что пришли сюда. Нагайцы, другие. Сюли те же самые, которые имам Шамиль ушел, которые остались здесь. Опять же, остались здесь, и несмотря на это, они не захотели отсюда уйти. И евреи горские бы не ушли отсюда, если бы они не почуяли бы заранее, не поняли, что здесь будет война. Они знали и поэтому сорвались. А так никто добровольно отсюда никогда не уходил. Почему? Вы задайте себе просто элементарный вопрос. Если мы варвары, если мы такие вот живем там родоплеменными своими понятиями и все остальное, почему тот, кто пришел к нам, хочет жить с нами? Почему любит нас? Почему грозненские русские воевали на стороне чеченцев? Грубо говоря. Они не уходили, они в основе оставались и погибали со своими соседями под этими же бомбами. Будь проклят 100 раз этот Ельцин, Пильчуган. Если бы он захотел, сделали бы все, что угодно, но не было бы этой войны. Мы бы жили бы до сих пор и все остальное. Но сейчас речь не об этом идет. Свободолюбивые со своими пониманием, со своими понятиями, просто человеческим отношением жили у нас. И у нас, да и весь Кавказ. Без всякого. И сегодня, когда ты людям объясняешь, это нужно знать. Для чего? Для того, чтобы ваши дети любили свою родину, были хорошими первоклассными химиками, физиками, инженерами. Чтобы нас не упрекали в том, что если бы не СССР, у вас не было завода, если бы у вас не это, вы не забывайте. Да, вполне возможно, во время СССР и мышление наших отцов, наших дедушек, отца там Айсы, моего там, его дедушки, благодаря тому, что когда они побывали в Казахстане, они изменили. Во-первых, они объединились, стали монолитом. Они не разъединялись, они не говорили «Хо казахи тайп нахуй», «Хо хуняды», не было такого. Объединились, сохранились. И увидели, что дальше жить и строить можно только благодаря образованию, благодаря науке. У нас в советское время целая плеяда была чеченских ученых. Великолепные были мастера. Грознефтегаз, нефтехимпром, везде работали чеченцы. Везде. Я не говорю, что все, но очень огромное количество было интеллектуалов. Я обвиняю интеллектуалов тоже того периода, потому что они своевременно, просто-напросто не предотвратили эту ситуацию, которая произошла. Кровавая ситуация, которая произошла. Но я к чему это все сейчас говорю? Если у нас будут люди, представители нашего народа на мировом уровне, кроме как борцов,
UFC, который вы любите, обожаете. Я не против спорта. Еще раз прошу, я люблю спорт, я люблю футбол, вольную борьбу, многое. Но это дополнение к вашей интеллектуальной способностям, это дополнение. Спорт – это образ жизни и дополнение к вашему умственному развитию. Только в синтезе, взаимодействуя между собой, только таким образом оно полезно. Но когда превалирует или одно, или другое, если ты будешь просто ученым, ты будешь дахесом, рахитиком и загнешься до старости, ты можешь не дожить. Ты просто, я имею в виду, нужна поэтому система, как бы мы не любили совковую идеологию, Советский Союз, но физзарядка, своевременное образование делало человека сверхчеловеком по Ницше. Чтобы вы понимали, из Богудон, вы должны быть и образованными, и заниматься спортом. Вот никаких проблем с этим нет. И это не говорит, что духовное образование у вас есть, все, другого не надо. Валлахи, надо. Духовное это то, что у тебя между тобой и Всевышним Аллахом. А наука и образование это то, что ты можешь этим людям дать. Если вот Гайрбекова Муслима, мы как раз вчера говорили об этом. Первый секретарь, не секретарь, кем бы он ни был, после возвращения это был большой человек. Когда искали КГБшники, искали всех людей, там заливали в рот воду, детей заставляли в школу есть конфеты, чтобы они там не держали уразу, чтобы этот человек, несмотря на свою должность, чтобы не лишиться, в своем кабинете делал намаз, и многие об этом знали. Когда многие в то время ходили разные научные атеистические кружки, которые сегодня об этом молчат. А он делал намаз и был в такую высокую должность занимал. Сегодня ситуация изменилась. Сегодня образование доступное, это не нечто такое, ты понимаешь, возможно, если ты прекрасно это знаешь, что образование получить, там, знать несколько языков, это было привилегией аристократии. Да. То есть детей императоров, там не знаю. Простолюдин не мог получить просто образование, и не было возможности. Да, и не давали. Почему? Зачем? Если этот холоп будет знать, свои права будет знать другое, он мог и разбогатеть, он мог стать сам хозяином, сам мог стать кулаком. Вот почему я говорю, чтобы не быть рабами. И плюс ко всему, если вас будет в мире знать как физика, как химика, великолепного адвоката и все остальное, люди другие будут считаться с этим народом. Не бояться его, как многие сегодня хотят привязать. Вот боязнь это вот круто. Ну, это все своевременно. Вот людей, которых боятся, больше всего ненавидят. Вы не забывайте об этом. И пытаются их уничтожить. А я не хочу, чтобы мой народ уничтожали. А вот история как раз таки вам показывает, как манипулируют, как используют, как геополитику используют, как используют внутренние раздоры, как это все. И в конце концов дробят по кускам, делят народ, в конце концов, доводя его до абсурда. Доводя до того, что он перестает быть как... Он становится обычным космополитами становится. Сейчас люди как-то будут понимать это слово, в таком нарицательном. Инструментом в чужих руках становится, который можно... Да, вот послушайте, кем быть лучше? Быть кукловодом или быть той куклой, кем управляет? Сами задумайтесь. Вот элементарно. Поэтому я понимаю, вот сейчас второй части, о которой мы с тобой говорили, я сейчас посмотрел статистику. 150 человек зашло в прямом эфире. 150. В Инстаграм. Я не знаю, в Ютубе сколько там, Ибрагимов сказал. Это малое количество. Я знаю, что многие ушли. Там другие говорят, вот почему ты не пойдешь там учителем и так далее. И тому подобное. Друзья, я не пытаюсь заработать на этом. Я
Я реально не пытаюсь на этом заработать. И просто даже то, что я говорю, вот, размещение рекламы или кто-то донатит, помогает, это мне нужно только для работы, для технических моментов. А так, мне за асюват ахтаба, вы знаете, 2-3 человека ослабят стагу, очень. Я мог бы озвучить, но я не хочу это все. И мял я это, почему? Не потому, что там просто-напросто есть свои этические моменты в этом. Поэтому, да, сегодня это не круто. Ты Я знаешь, лучше бы так. Башлам, Это не круто для тех людей, которые сегодня пытаются всяческим образом гнаться за длинным рублем. У меня может быть 1 миллион, у меня может быть 2 миллиона. Но от этого я не стану больше любить свою родину. Я не воспитаю достойных детей. Извините, я знаю, что у нас некрасиво так говорить. А вообще, ни своих, ни братьев, ни кого-либо. Если мы все сегодня станем какими-то, извините, использовать только арабские имена, если мы будем только там выдавать своих дочерей, сестер там за кого угодно, главное, чтобы он был мусульманином, был шией. Если мы сегодня будем вот эти кря-кря, ботексы, мотексы закачивать, портить подрастающее поколение, завтра какие мамы, они не захотят и детей, извините за выражение, не рожать не захотят, потому что вот это феминистическое движение, оно продвигается, оно не останавливается. Вот к чему я говорю. Я не прошу остановить развитие. Я не прошу никого выкинуть кондиционеры, телевизор. Нет, я не об этом прошу. Но я прошу ради Всевышнего Аллаха, чтобы вы позаботились. Хотя бы эти 100, 200, 1000 человек позаботились. Но посмотрите чуть-чуть. Нам нужно как-то эту ситуацию изменить. Мы не можем обвинять Межди, Жюкты. Мы вот всегда всех, кого угодно мы можем обвинять. Многие, знаете, из-за чего называют меня, вот, и всех, кто меня слушает, националистами и так далее, нацистами и так далее. Знаете почему? Потому что мы обсуждаем только, и когда говорим что-то хорошее или плохое, мы говорим о своем народе. А им хочется услышать, и чтобы мы говорили, ну зачем я должен говорить за Васю, Петю и Ивана, которые там, у вас столько людей, которые обливают меня грязью и поднимают себя выше. Зачем? Ну, я возразить могу тебе, Башлам, в этом вопросе, понимаешь? Может быть, пора уже выйти за пределы нашего общества, Башлам. Может быть, настало время, чтобы мы несли окружающему миру, окружающим народам то, что мы выработали в себе. Может быть, мы слишком сужаем вот эти вот рамки. Возможно, я ошибаюсь. Скорее всего, я ошибаюсь, что мы только о себе говорим. Не, Айса, знаешь, в чем проблема? Да, я бы с тобой согласился, знаешь, когда? Если бы завтра не могли бы нас с тобой упрекнуть в этом. В чем? Они начинают же упрекать, в первую очередь, вот вы пытаетесь нам навязать свои ценности. Ну, обычно, я тебе говорю, ты, можешь, смотрел эти новости и вообще общие там... Дальний Восток, Центральная Россия, да, даже чуть-чуть выйди за Кавказ, вот вы навязываете, вот вы, а ваши здесь это делают, а ваши себя вести не умеют. Вот почему в первую очередь исправлять ситуацию нужно из своего дома. И почему? Потому что если я буду обсуждать Васю, Петю, там, не знаю, Магу, там кого-то, какого-нибудь там, я не знаю, любое имя возьми. Если я начинаю их упрекать, я в первую очередь должен думать о чем, если я разумный человек. А какова ситуация у меня дома? Как? Есть ли у меня инженеры, если завтра, если на самом деле. Я-то, конечно, могу отстоять еще какие-то, потому что я знаю еще каких-то ученых советских, там, представителей моего народа. Ну, маломальский человек, который сегодня смеется с моей книжки, с того, что я зачитываю, показываю карту, или то, что я в 3 часа ночи или сижу, разговариваю там с определенным количеством представителей моего народа, порой, которые даже не слушая, снизу ведут свои переписки, свои там лясим-трясим, они просто смеются и говорят: чувак, ты что делаешь? Вообще кому это надо? Зачем это надо? Если это не хайповая тема. Опять же,
Я говорю, ты начинаешь говорить, вот сейчас я задам вопрос, я тебе вот говорю элементарные. Мы видим вот эти социальные опросы, которые делаются на улице. Подходит, как называется лиса на чеченском? Лиса. Там, или цогал хуюхайон. Таму кэгюба, ухаму хариба. Ну, это же позор. Тебе 18 лет, тебе 20 лет, ты самых крутых от Дольче Габбана, Версачи, там, кроссовках, весь такой спортивный красавчик, до того такой есть бычок, ходишь, и тебе подходит, задают один вопрос. Как называется на твоем родном языке эта вещь? Грубо говоря. А представь, если ты скажешь, назови 10 вещей. Я провел один раз в своей жизни, это было на втором курсе или на первом курсе, когда я учился в университете, один соцопрос. Я занимался социологическими опросами, самое тяжелое время, это было 2002-2003 год. Я ездил почти по всей республике, и был такой, сейчас-то он такой запрещенный в России, в то время Левада-центр он назывался. Я работал, проводил социологические опросы. Политические социологические опросы, прошу не путать. То есть там были такие вопросы и про Басаева, и Масхадова. То есть сейчас даже такое, если бы ты спросил, бы тебе могли бы сразу там. А в то время, это 2003 год, 2-3 год, я еще студент. Так вот, сейчас речь не о политическом опросе был, социологическом, а я задал, там было человек, может быть, 100, если чтобы ты понимал. И я спросил из этих 100 человек простых 3 вопроса. Сколько букв в русском языке, сколько букв в латинском языке и сколько букв в чеченском языке? 3 вопроса. Ни один из моих опрашиваемых не был младше 15 лет. Чтобы ты понимала. То есть я говорю, что это уже... Они были фактически все студенты. И девушки, и парни. Ответить на этот вопрос смогли 5%. 5%. То есть могли назвать сколько в русском, сколько в латинском. Некоторые. А в чеченском не могли. Или могли назвать сколько в чеченском, сколько в русском, но в латинском не могли. Эти вещи, это вот как 2 × 2. Я вот у меня, у племянники, родственники, я смотрю в 4-5 классе, некоторые учат, до сих пор учат таблицу умножения. Я во 2 классе, Второй класс был, да. Второй класс. В 2 классе должен был на зубок знать, таблицу умножения. Да, 2 класс проходили мы, да. Все, то есть это уже говорит о многом. Я не говорю, что я лучше Цабахшунаса, это речь не об этом. Не дай Бог 3 получить, прийти, или чтобы директриса или учительница позвонила или сказала «Хан хайда в алве школе», это было равноправно убийству можно было бы для меня. У меня очень такой отец был, мой дедушка был учителем, то есть он воспитал его таким же. То есть он мини-диктатором был. Ну, очень жестко воспитывал нас. Нас 4 пацанов, ни одной девочки не было в семье. И он не допускал, вообще ничего не допускал, чтобы вот в их в то время понятия не было, чтобы учитель был неправ. Учитель всегда был прав во всем. Конечно же, если там оскорбляли там, вы там чехи, вы там черномазые, понаехали, таких вещей не было в то время. Я это понимаю. Но я сегодня это свожу к чему? Опросы. Так этот опрос, который я сделал здесь, я делал опрос не только в Чечне, я делал этот же опрос, делал в Ставропольском крае и Северной Осетии. Но самое интересное, само собой, я там не в элитных там каких-то государственных учреждениях, а среди простого народа. Самое интересное, что то же самое было среди русских.
Некоторые русские даже не знали, сколько в алфавите русских букв. Я уже не говорю про латинский язык или так далее. Это говорит, ну это, да, процент, который знали, там был больше. Но я когда и учился, и общался, я всегда, надо мной ребята смеялись. Это было, мне было лет 17-18, я как сегодня помню, как раз, да, у нас война была, а я смотрел новости в надежде услышать что-то хорошее, как и все, ты знаешь, во время войны ждали, когда же объявят и скажут, война закончилась. Как это сделал Ельцин, обманув нас 1 апреля, он так пошутил. Вы помните, наверное, все помнят эту шутку ельциновскую, когда он сказал, война закончилась, это было 1 апреля 95-го года, кажется, было это. Вроде бы да, 95-й год был, кажется. Он так поиздевался над нами. А в то время не было такого мышления, как сейчас, и да, кто это понимал. И я говорю, я пойду. Вы должны понимать, в этом возрасте, когда все ходят там, не знаю, кто на дискотеке, кто куда-то. А я поехал в гости к своему дяде, я говорю, я захожу, уже на улице темнеет, это зимой, ближе к 7 часам, я говорю. Они говорят, а куда ты, что ты уходишь? Рано вроде, что ты домой? Я говорю, я хочу посмотреть аналитическую программу. Вау, смеются все. Я говорю, а что такое я сказал? Ну, просто для них было оскорбление то, что я сказал, аналитическая программа «Время». В то время она «Время» называлась. То есть это просто новости на Первом канале. Но они так и назывались, аналитическая программа «Время». То есть я не утверждаю, что мы хуже других. Но для меня важно, вот возвращаясь к нашей с тобой дискуссии, для меня важно не то, что Ваня, Петя не знает историю. Это их проблема. Мне важно, чтобы мой народ знал. Чтобы они знали, что у нас были башни, что нас называли дзурдзуками, что нас называли кистинцами, что нас сасанами называли, что у нас было государство Сим-Сим, что упоминающие некоторые западные, восточные нарнийцы, которые говорят, назовите хоть одну битву, где вы были бессилие, победили. И мне понравилось. И все наши в панике, назвать не могут. Я говорю, одну назовите. Ты же сказал одну, я говорю. Да. Алдинское сражение. Шейх Мансур сам победил, без кого-либо. Разбил пух и прах. То есть они именно побеждающую просили назвать. Я дальше могу продолжить. Ичкеринское и Даргинское сражение. Оба эти сражения были проведены великолепными полководцами имама Шамиля, без самого Шамиля, чтобы было понятие. Нападение на Кизляр и отбил оттуда Шуайб Мулла Центароевский, великолепный генерал чеченской, нахчийской, имаматской армии, который, вопреки указу имама, количество воинов пошел на Кизляр, отбил своих родственников, привез оттуда, забрал там 4 пушки, из этих пушек начал стрелять поблизости крепости, где находился Шамиль. И когда паника поднялась, что наступают русские и так далее и тому подобное, Шамиль сказал, нет, это Шуайб показывает. Настолько сильно имам Шамиль любил Шуайба, он говорит, это Шуайб показывает, что я был неправ, потому что он сказал, что без поддержки мы не сможем взять Кизляр и так далее и тому подобное. Настолько дерзкий был Шуайб Мулла, Батуко, шейх Мансур. И сколько, я вообще говорю. Но если ты не знаешь свою историю, если ты не знаешь, что первым имамом Кавказа, всего Кавказа был шейх Мансур, сколько в его отряде было добровольцев, как что было, ну, это твоя проблема. Я академик госслужбы при президенте Российской Федерации, когда учился, и когда я рассказывал про шейха Мансура, преподаватели с такими глазами слушают меня, они не слышали, это академик госслужбы, они не слышали про шейха Мансура столько. А почему не слышали? Элементарно, потому что мы не говорили. Меня упрекают в том, что я на русском языке, я это рассказываю на русском языке, нохчум атдакч, уэй мял хушду,
Ауда дудацха итархам. Мюжгиш верси шейну эг элмигердушун. Огромное количество русскоязычных народов. О нохчиду тонха адис о хаичун тонхаи. Тхаймаргал шхатун, шумаргал хатун. Ашулелин ха охун. Цундерлило что оси. Царих узвели, царих. Сам обычный адам до валавел аверу. Цаума даться, охран цаума маяться. Просто, чтобы вы понимали. И не забывайте, на территории России проживает сотни тысяч чеченцев, у которых дети родились в России, которые очень плохо знают чеченский язык, но знают русский язык. Перестают ли они быть чеченцами? Нет, не перестают. От того, что их родители не дали им достойного образования на родном языке, это проблема. Мы с этой проблемой боремся. Но когда мы рассказываем свою историю, я зачем в горы езжу, показываю башни. Если он узнает, придет, скажет: пап, а какого мы тейпа? И он скажет, там, допустим, нашко усо, пешко усо. Он скажет: пап, да у нас там башни, да у нас это. Как вы пытаетесь заинтересовать в 21 веке подрастающее поколение, чтобы они любили свою родину? Как вы не понимаете, что это необходимо? Вы не понимаете этого. Но когда вам 40-50 стукнет, когда ваши дети перестанут вас уважать, перестанут вас слушать и будут, как Вася, Петя, сдавать вас или в дурдом, или в дом престарелых, тогда вы поймете. Этот племенной строй не позволяет сегодня младшему поколению оставлять свое старшее поколение. Следить, любить старших, мать, отца почитать, родину почитать. Вот для чего нужно это все. Вопрос не заключается в истории. Это все не важно. Там, выучил 2 строчки. Нет, господа хорошие. Через историю можно узнать о своем языке, культуре, традициях, о датах. Вы знаете о японцах, о немцах, французах. Вы знаете, многие знают об этом. Те, кто там проживает, знают намного больше и круче вещей, чем я. Вы знаете это, но вы не знаете самого простого о своей малой родине, которая важнее всего. Когда я жил в Центральной Азии, то есть мой отец там, они работали в советское время за длинным рублем. Вы помните, да? Те самые советские работники, которые уезжали в Новосибирск. Меня всегда учительница мучила на рисование. Это был урок изобразительного искусства, рисование называется иначе. Она говорила: нарисуй Кавказские горы, нарисуй Кавказские горы. И я думал: да достала ты, зачем мне эти Кавказские горы? Я их там столько видел, и сейчас я не понимал смысла этого слова. Я просто там эти горки нарисую, снежные вершины, но не показывал все вот то, что есть. Я не понимал этого. А сегодня, когда я объехал Чеберлоевский, Шароевский, Итумкалинский, Шатойский, Галанчорский район, когда я побывал в нашем Мохне-Аре, в Шилковском районе, Наурском районе, когда я везде побывал, когда я понял, что у нас везде разный климат, все у нас есть. На этом маленьком клочке земли Всевышний Аллах нам дал все. За 70 рек, горы, просто столько родников. Люди мечтают, чтобы хоть один родник где-то в каком-то районе, в одном районе сотни родников. Когда ты любишь свою родину, ты кайфуешь от каждой этой вещи. Но когда ты гребаный космополит, аж ты думаешь: Гуччи, да, я тоже люблю итальянскую одежду. Я просто обожаю немецкий автопром, потому что лучше Мерседеса нету никакой машины. Ни японский, ничего. Лучше немецкой машины нет другой машины. По крайней мере, пока нет. Ни японской, ни американской. Это вкус дела, я понимаю все остальное. Лучше там, грубо говоря, там какой-то там медицины нету там у кого-то. И у каждой вещи есть, у каждой нации есть свое хорошее. Но ты должен понимать, хорошие вещи есть. Но твоя родина здесь. А чем твои отличаются? Воинственностью, мужеством,
мозгами и так далее и тому подобное. Разница понятия. Мы же призываем ма халлак байт вайкам, варди, нижди вала, жукти вала, илм анди. Вам сотни раз приводят, я не знаю, это хадис или же просто изречение нашего любимого пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Аллаху алим, илм анда китай махквай. В примерном смысле. Если это есть, вы же должны понимать, что самый бюркам это индусы, это китайцы. Это не в обиду, в плане религиозности. Я не про уйгуров, мусульман там, или индийских мусульман. Нет, я не про это говорю. Именно с точки зрения религии, Бог, у них и язычество, и Будда практикуется, даосизм. Я это все знаю. И просто я знаю, это, что я говорю. Бьёкам Бог, с точки зрения динан ал. И несмотря на все это, цер ильм анди, порох китайцы изобрели первый там, другое. Колесо считается Индией, что впервые, что они изобрели. Наука-то там. Цифра Индии придумана. Если это все там, мы должны это взять. Мы должны это использовать. Во благо чего-то. Ну, просто-напросто мы должны выжить любым путем. Сокращаться. Вот наша ментальность и наша психология, я немножко не понимаю. Вот нас стало чуть много. Мы воюем, сокращаем, или нас убивают, мы превращаемся в вот такой комочек, и мы опять энергию тратим, чтобы размножиться, опять туда и твой. Энергию размножиться, опять. Вот ты задаешься вопросом, окей, ты всегда говоришь, что является какой-то внешний фактор, уничтожающим, воюющим нас, втягивающим нас в какие-то войны. Окей. Допустим, я с вами согласился. Но мы же умные, разумные люди. Как мы можем поступить второй раз опять же так же? И потом, والله دعاء شو كتلوك حباب يا شلعان دي ده ساعه ساعتان واوان ساعه كيسن حيكيسن حقيقه اصدق شو عيق وتروي عصر вот элементарно вопрос عيد قيسا اش من تعوز بيتش بيتن حق اكسوتشن شو غا يبقى بيتش بيتش а дай торгуй все. Ты же не позволишь, ты же умный, разумный человек. Ты homo sapiens, ты не homo erectus, понимаешь? Ты не прямоходящий человек, ты человек разумный. Ты должен понимать, что нельзя. Горячее, один раз обжегся, ты опять раз не будешь трогать в огонь рукой лезть. Ну, это же проблема не столько окружающих нас. Если мы даем им возможность использовать нас, не давайте. Какая бы личинка ни была, если нас очень часто под религиозной приправой уничтожают. В истории таких моментов уйма. Локальных войнах или же каких-то глобальных войн. Всегда уничтожает нас. Но будьте умнее, чуть-чуть умнее. В конце концов, 90% голод билешь мышку. Но к чему? Латный наш мышку. Но к чему? Зудри голод билешь. Но к чему? Мухаджиш буар, хабали, долгий, вахо, шин масар. Но к чему? Аю голшит, яхдяч. Шо юртат, или отцаш, хопт, или отцаш. Ю тут вот и тевелга, и дацавовича, голшие, чирш шаяхваш, аску. И сола. Это. Что ты скажешь? Да, вот они стоят. Он забудет бы еще тут я вот сакатя. Слухаешь, читай. Еще раз прочитай эту гребаную книгу. Карту просмотри. Выучи что-нибудь, чтобы ты мог оставить. Почему какой-то кекс, в клоунской прическе приезжает, тебе начинает, а вот здесь у вас это, а вот здесь у нас это. Да ты кто такой? Тебе что, в Рязани, в Москве, в Екатеринбурге нету районов, где дерьма у вас там утопают в этом дерьме, у вас пьют, бухают, что у вас нету проблем? Ну не может никто сказать, да, он бог отри, ой, что. Нет, ты ему объясни грамотно. Чувак, ты блогер, да.
Ты видел Грозный в 2003 году, в 2000 году? Где наш завод Грозненский? В Советском Союзе не было ни одного университета в целом Советском Союзе такого, как Грозненский нефтяной институт. Где? Кто его уничтожил? У Чечни что, авиация? Это бедный один кукурузник, который 100 раз сбивали его. Я не знаю, великая, чеченская авиация. Но мы же не бомбили, вы уничтожили. Вы уничтожили. Почему уничтожили? Тут вопрос, конечно, тут это немножко такая ситуация. То дали, сказали, берите сколько хотите, а потом взяли и нет, не берите. Ну, такой упрямый характер у нашего народа. А сегодня, когда ты поднимаешь эти вопросы, нас упрекают. Ваш чеченский журналист сказал, что у чеченцев мания величия. У нас на чеченском ютубе, в нашем сегменте, у нас телефон мой, ты швоешься и освободился, зажимался. Сейчас отключится у нас. Вот так и живем, Айса. Сам придумается я. Сейчас отключится батарея. Ничего страшного. Телефон, ты что уже батарея, да, яла. Так, цундера. Батарея, хейс, не раз, а что с гуз. На чем я остановился, кстати, забыл уже. Посмотрите, забирайте сколько хотите, забрали, после забрали, не дайте, таты-баты устроили. Сегодня, когда ты показываешь людям, а вот эти законы, да, вспомнил, сейчас уже дошел до этого. Ваш там чеченский журналист, чеченский журналист, понятие растяжимо. Если нету, извини меня, я не люблю этот термин чечено-говорящий, но людей, которые говорят на чеченском языке, сегодня зайдите в Инстаграм, вы найдете достаточное количество Дарья, Авартаньяни, Пео фамилии, что разговаривать на чеченском языке. Люди учат наш язык, учат. Как раз таки они не жалеют ни сил, ни времени, они учат наш язык. Для чего учат, почему учат, это уже другой вопрос. Учат. И написал, что там чеченцев, типа того, что шизофрения, маниакальная, мания величия чеченского. Да, конечно, будет мания величия у чеченского народа. Конечно, будет. Потому что вы упрекаете, выставляете нас какими-то дикарями и, наконец-то, сносит чердак у человека, и он начинает говорить, что, извини меня, а чем ты лучше? У нас это было, пока ты бегал в том-то, том-то. Все, он нацик, все, его нужно уничтожить. Так не бывает. Ногчий народ – это народ, который живет в Центральном Кавказе, который имеет богатейшую историю, великолепно. Если, я еще раз, я клянусь именем Всевышнего Аллаха, Валлахи, Биллахи, Талахи, Всевышний Аллах наделил наш народ такими способностями. Я говорю только за свой народ, я за других не буду говорить. Когда мы учим языки других наций достойным образом, я без всякого преувеличения говорю, тяжелейший китайский, корейский, японский, самый сложный немецкий язык, имеется в виду, у них есть свои диалекты, самый сложный древний немецкий язык, который изучили и получил золотую медаль, это был чеченский парень, которому там было 11 или 12 лет. Настолько Всевышний Аллах даровал нам это. Которые заставляют этих детей учиться. Вы не представляете, насколько чисто разговаривают наши ногчи дети, образованные, которые закончили МГИМО, МГУ и остальные университеты на золотые медали. У них просто золотые
настолько эрудированы, они сильно, их просто-напросто на раз-два просто все лучшие компании брали их на работу. Вначале я начал этим заниматься, то есть публиковать наших представителей нашего народа, которые занимались этими различными компаниями, достигли. Ну, вначале я начал это делать, и потом меня начали упрекать. О, Башлам, ну вы, у нас же от одной крайности в другую. Там. На одной девушке была национальная одежда японцев, кажется. На другой девушке, но они представители их компании, они миллионеры. Кимоно ахайер, японский, корейский дохар ахайер. Я тебе прошу, сега гуш, ой, да, и я зебол берсюк, хунядин, цунт их дохари хажа, цун кварта йолах мадат, цун хар мадат. Ну, извините меня. Ну, во-первых, свек цюки тылу курдать. Если я буду искать там сейчас девушку, там, которая будет полностью соблюдать наши традиции, и там где-то в Японии, в Китае, в Корее, суда, халхерду. Ну, это то, что вы говорите, это некий эталон сверхчеловека, который должен все соблюдать. Ну, таких, ну, если я даже начну с человека, который мне задает этот вопрос, он и сам не сможет быть таким. Это очень сложно. Понимаешь? И сегодня, видишь, упреки в чем? Войцен нохчи духар дух, что зудбеш. Мегеч. Ага. У нас же даже эти люди делятся на две части. Ага, да, он шибак бе гуш халишяц. Хуняден карни, что я запястье гуш халишяц. Ухар вожбах. Ну, так, что должно быть? Нохчи духар. Yok dok yolok дольше. Ногчи ехт, кваш, микш дац, цац получает, микш ду дино цамаги дац ба укар, микш дац ба ай, ой, ай, и начинается. И поэтому я не хочу в эту тему влазить, честно не хочу. Но я прекрасно знаю, что и чеченские мужские одежды, и женские чеченские одежды, они не противоречат исламу. Почему? Потому что иш развратный яц, иш облегающий яц, кадегдац, хастовши диня кечана микштуш. Но если мы все пытаемся стать арабами, ну тогда я не знаю, давайте станем все арабами. Или все мы пытаемся стать тюрками, станем тюрками. Вы уж выбирайте сами. Опять же, деша дебадаха. Я говорю, когда я первый раз это вводил и всегда говорил в своем эфире, Аллахи цахар суни Афтарханов, Али Абдурахман Афтарханов, Али. Дейлдах цахар. Оказывается, он то же самое говорил. Опять же, сложно ли это? Просто жить, учиться и размножаться. Нет, не сложно. По идее, это простое правило, по которому человек должен жить. Башлам, я вот хочу сказать, да, это очень просто и нужно. Опять же, не все зависит от нас самих. Так уж сложилось. Нас Хорошо. Давай с тобой вступим в небольшие дебаты и противоречия друг другу. Я буду задавать вопросы, или ты можешь задавать точно так же мне вопросы, и я постараюсь тебе ответить. Например, внешние факторы, хорошо. Обманывают, там, проводят нас. Идут смысл? Да. Вопрос. Если человек интеллектуально развит и образован, он позволит себя обмануть, обвести вокруг пальца? Конечно, нет. Ты ответил на свой вопрос. Есть ли в этих правилах 3 пунктов то, что мы говорим, учитесь? Ты же не говоришь, и я не говорю, учись, чтобы Иса получал от этого дивиденды.
или чтобы Башлам получал за это дивиденды. Нет, мы говорим, учись ради своей семьи и ради своего народа. Нет. Людей обманывают, вводят в заблуждение и вокруг пальцев обводят, делают из них, опять же, рабов в кавычках. Благодаря их умственной отсталости, благодаря тому, что у него способностей нету, и так далее и тому подобное. Я не хочу там дальше продолжить. Да, но Внешние факторы, Олва, я согласен. один момент, я одну ремарку сделаю. Просто, видишь, да, когда у нас есть возможность спокойно учиться и развиваться, это один момент, но когда нас лишают возможности получать эти знания, учиться и так далее, да, сейчас это есть, но если посмотреть буквально 50-100 лет назад, периодически нас отрывали же от этой ситуации, мы были заняты, скажем так, хлеб, чтобы себе добыть, чтобы с голодом не умереть. Вот я это не говорю. Если ты говоришь, опять же, ты говоришь, но это исторически, мы будем с тобой проводить только историческую параллель. Да, Возвращаемся обратно. Да. Начиная с Уральского государства, Хурита-Уральского, более древняя история. Разрушение Хуритского и Уральского государства было за счет чего? Сегодня историки многие приводят тому пример. Они занимались, они были очень... Централизованное государство они построили. Но централизованное государство было основано каким образом? Мы, наводя справедливость, якобы, справедливость, равноправие, были воинами и завоевывали, расширяли государство. Но внутри у этого государства у нас стояли всегда, и говорят об этом истории, говорится, стояли люди, которые не переживали за это государство, а хотели разрушить это государство. В конце концов, потерпели крушение от ассирийцев, потерпели крушение от других народностей, благодаря внутренним предателям и внешнему агрессору. Я переведу тебе на сегодняшний язык, как, в чем мое понимание этого слова. Если мы говорим, что нам не давали, и мы думали о куске хлеба, окей, я не упрекаю наших предков за то, что они были... И как можно шейх Мансура упрекать? До последнего он соглашался с многими вещами, он говорил, и многие об этом говорят, что он до последнего не хотел начинать войну против царской России. Он же не сразу выскочил, гайя, сабли. Вы не забывайте, он начинал 23-25 лет ему было. 25 лет. Он молодой парень был. Чтобы взяться за это, чтобы вы понимали, даже сегодня 25-летнего взять, мало кто будет настолько сильно развит. Он занимался и внутренней проблемой распространения, возрождения ислама. Его же лжепророком называли. Да, также он занимался и внешне. Он не был глубоким старцем, он не был там человеком, там, с которым 45, ему было 23-25 лет. Это раз. Во-вторых, с самого начала, он когда уже не оставляли, я понимаю, сопротивление, воевали. Но все, в конце концов, погибли такие мужественные воины, как Байсангур Биноевский, Бейбулат Таймиев. Бейбулата Таймиева отравили, Байсангура Биноевского предательски, грубо говоря, повесили, хотя многих, кто там, он был, это реально человек, скала, несгибаемый Байсангур. Сейчас не об этом. Все, мы проиграли. Получилось так. Дальше жить надо. Если жить надо, ты можешь... Я один пример приведу, чтобы было понятно, чтобы как бы все не циклилось на нас. Реальный случай и реальная ситуация. Что было в Японии. В Японии, вы знаете, впервые в мире использовали 2 ядерные бомбы. Американцы. Толстяк и Малыш, кажется, назывались. 2 ядерные бомбы. И Хиросима, Нагасаки уничтожили. Десятки тысяч человек. Сожгли просто-напросто. А тот, кого не сожгли, радиация достала, а там биология погиб.
Многие говорят, что это относится к японской истории, другие говорят, что это относится к южнокорейской истории. Ну и туда вполне возможно в обоих местах. Так вот, люди были на грани уничтожения, то есть у людей нечего было есть, и все было уничтожено, сожжено в радиоактивный пепел. И вместо 12 часов работы их предки отказались от всего удовольствия и работали 20 часов. У нас же понятие ты должен вот всегда трудиться вот в этом плане. С другой стороны, это я знаю, что уже когда становишься воином, но вот я объясняю. Японцы, и когда какой-то журналист, американский то ли был, сказал, зачем вы вот так сильно работаете, они не доедали реально, то есть на истощение, чтобы и все, что они зарабатывали, они вкладывали в науку, в образование, своим детям. Именно это старшее поколение это делает. И зачем, когда они сказали, мы 10-15 лет поработаем так, поживем так, но будущее нашей страны и наших детей будет лучше. Чтобы вы понимали, сегодня и Южная Корея, и Япония входят в одни из лидирующих экономик мира. Могу я... Точно так же, чтобы вы знали, чтобы было понимание, Япония находится до сих пор под оккупацией, грубо говоря. У Японии нету своей армии, такой, как должна быть, ограничения. То же самое, как в Южной Корее, в Японии и в Германии, которая после Второй мировой войны была полностью уничтожена. То же самое и в Германии. Германия была фактически вся уничтожена. Но я к чему это привожу? Чтобы вы понимали, почему я назвал эти государства. Если вы начнете говорить, что вот их же никто после этого там не запрещал учиться. Нет, не надо. Их напрягали. С одной стороны напрягали американцы, с другой стороны там Северная Корея. Это все происходило. Их тоже напрягали. Я привел в пример эти государства, потому что эти государства имеют точно так же, как и мы, имеют историю, и они не отличаются от нас ничем. Оба, ну, немцев и японцев нельзя упрекнуть в том, что они трусы. Это однозначно. Нет. Я хотел другое сказать. Вот как раз ты очень хороший пример привел. Башлам, дай мне это дополнить. Понимаешь, вот замечательный. Я полностью согласен. За исключением одной вещи, что Япония, Корея, Германия оказалась в сфере влияния Америки, которая, да, с одной стороны, их может быть
Ибраим, рано я сглазил, ну да ладно, давайте сейчас я Айса Чуян Хилаха, принять я его не смогу. Во-первых, у меня закончился трафик. Во-вторых, к сожалению, я слишком рано обрадовался. Я сказал, что нас согласен, один дома. Уважаемые мои братья и сестры, я прошу прощения у вас, к сожалению, пока я вел дискуссию с нашим братом Айсой, компания Instagram выкинула нас с прямого эфира. Я вас слишком рано обрадовался, сказал, что нас не прерывают и нормально проходит эфир. К сожалению, пока Instagram-компания не разблокирована в России, мы заходим через VPN, и VPN показывает другое государство. В данной ситуации я сейчас нахожусь где-то в Японии. Поэтому я приношу свое извинение. Айса, к сожалению, я принять не могу тебя в эфир. Если я приму, меня выкидывает, полностью выкидывает. Мы не можем сохранить, показывает ошибку. Это Instagram делает благодаря тому, что я захожу через VPN. Надеюсь, поскольку этот эфир многие не увидят, он автоматически не сохранился в Instagram. Тот, кто захочет посмотреть продолжение и полный эфир, нашу дискуссию с Айсой, вы можете, я заснул, но слышал Башлама даже во сне. Тот, кто захочет послушать эфир, весь нашу дискуссию об истории и параллелях, вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале bashlam.39 live. Айса, Индир Валсон, Дейл Дуаха, Валлахи, Биллахи, Талахи, Астинхум Датсон, я сама компания Instagram выкидывает, он показывает ошибку, пытается защитить мой аккаунт и поэтому выкидывает. А в России, вы знаете, пока запрещено, как бы официально запрещено использовать Instagram. А поэтому пока мы с тобой разговаривали, первый час они оставили, а вот второй час я не смог сохранить. Все, кто хочет посмотреть до конца наш эфир с Айсой, вы можете посмотреть через YouTube-канал на канале bashlam.39 live. К сожалению, я хотел принять Изаура, моего брата Бену, но, к сожалению, я не могу его тоже принять. Я подвожу итог, у меня трафик уже закончился, я зашел с вами попрощаться, дальше продолжать, к сожалению, уже нету возможности. Эфир у нас должен быть завтра. Если у меня получится, завтра у нас будет эфир на родном языке. Мы будем рассказывать про нашу историю, про нашу культуру, географию, да и вообще, что с точки зрения вообще нормальных человеческих отношений важно и нужно для нас. Попытаемся, по крайней мере. Как получится, я не знаю, если получится. Сирена пишет, новый спонсор. Почему-то мы часто говорили о Японии. Интересно, почему? Не, Сирена. К сожалению, у меня таких спонсоров нету, и Япония не спонсор. Там есть другая фишка. Там 4 государства. Германия, Франция, Япония и Америка. Америку я не. Японию я люблю за историю. Германия, к сожалению, Инстаграм Германия слабо тянет. То есть я не могу загрузить. Он выкидывает слабый, то ли там население большое использует трафик. Францию, Германию я израсходовал, остался Япония, осталась и Америка. Америку я и так не сильно, поэтому использовал Японию. Ну, тут речь не столько спонсора, не спонсор, и дальше у меня нету никаких спонсоров, у нас нету никого, как бы. Все мои спонсоры это 2-3 человека, которые заходят и донатят иногда время от времени. Или есть несколько человек, иногда из Европы, в основном из Германии, 2-3 брата, которые иногда через Donation Alerts донатят. И все.
2-3 человека, все спонсоры. А тут брат спрашивал, Бакалаев или Бекаев там, или Бекалах написано было. Валикум ассалам, японцы, вайлу, хуаш, гергербу. Спрашивал насчет рекламы. Уважаемый Бекала, если хонохчивала, если это баца, я у тебя ничего не прошу, сайгдауштега, в сторис я выставлю твою продукцию или что там, если это в рамках дозволенного. Если дочь оценка так, рекламу, кто заказывает, конечно, по мере возможности, шейкдауштегло, я закидываю в сторис рекламу. На главной странице рекламу я не делаю, по крайней мере, какой-либо продукции. А реклама только в сторис и так далее. Вот. Надеюсь, насчет рекламы я ответил. Башлам, ты скачивал древний ингушский VPN, очень хороший. Нет, у меня нету древнего ингушского VPN, а у меня есть хороший VPN, очень хороший, ни разу не подводил меня, великолепный. Но тут вопрос не в VPN, тут сама компания Instagram, к сожалению, показывает, они знают регистрацию моего аккаунта, и из-за этого, когда заходит Айса одновременно и я, вот он показывает ошибку и выкидывает. Час они не убрали, но на второй час они взяли и выкинули. И я не смог, к сожалению, сохранить эфир. Вот. Я просто зашел сейчас, пока там еще оставалось немного совсем трафик, чтобы попрощаться, как бы, и чтобы люди зашли на Инстаграм, на YouTube канал, которые хотят посмотреть всех моих братьев, сестер, старшее, младшее поколение на YouTube. YouTube Хуай, Аллах дал, Сейдуэл дал, дуашу. Огромная благодарность всем, кто дотерпел, послушал. Я дальше уже не тянет, и телефон не тянет, и интернет не тянет. Я пойду дальше читать, изучать, заниматься тем, как мой друг говорит, что не приносит никакого дохода, короче. Так что я на связи, всем огромная благодарность. Дум Луиз Болши, Асламбек Болши. Смотря, 2 человека сегодня задонатили. Аллах дал саадуэл, дал дук да дуэл. В Ютубе есть, в Ютубе, да, видео полное в Ютубе, посмотрите, в Инстаграме нет. Всем огромное спасибо. Пишите в Инстаграм, в Директ, пишите в Ютубе, пишите, лайкайте, подписывайтесь, не теряйтесь. От вас мне нужно только одно. Я прошу у всех только об одном. Приглашайте побольше представителей нашего народа. Или людей, которые хорошо относятся к нам. Чем больше у нас будет аудитория, чем больше люди будут знать нашу историю, традиции, культуру, тем меньше нас будут обманывать, тем меньше у нас должно быть войн. Я надеюсь, по крайней мере, сделать так, чтобы мы были единым, монолитным, одним народом со своими тейпами, варами, гарами, некой, что мы любили, ценили друг друга, уважали. Вот. Религии так достаточно все об этом говорят, поэтому можете там посмотреть. По крайней мере, что об этом говорит прошлое, в некотором случае настоящее, исходя из этого прошлого, настоящего, вы уже сможете понять, предположить логически или исторически, какое будущее нас может ждать. Чего нельзя допускать ни в коем случае, не рекомендовано, имеется в виду. Никогда, как там, это крылатое выражение, дабы сейчас вспомнить, догадались.
Мудрости, ага. Смысл такой. Проинформирован, значит вооружен. Грубо говоря так. Сейчас вылетело просто из головы. Если вы будете больше знать, вы не позволите многих ошибок. Непозволительных ошибок. Разницы нету. Касаемо это наших тейпов, территории, адатов и всего, что угодно. Вы просто-напросто не позволите этому произойти. Вот это самое главное. А дальше, если нас будет много, я надеюсь, мы сможем предотвратить многие плохие вещи. Плохие вещи происходят не обязательно за счет того, что внешний враг или агрессор. Вполне возможно, что и внутреннего врага и агрессора мы можем победить только сами. Внутренний агрессор и враг – это тщеславие, высокомерие и необразованность. Это то, что губит нас. И то, что мы сами позволяем произойти. С внешними врагами расправляться мы и сможем, если будем готовы к этому на все 100. Пока мы не готовы к этому. Это за то, что мы делимся на разные, начиная от политических течений и так далее и тому подобное. Не забывайте об этом. В внешних врагах мы знаем все, а вот о внутренних мы внутренних врагов признать не хотим. Всем. А как исправить это? Исправить мы можем с вами, общаясь, обсуждая, где наши промахи, где наши плюсы, где наши минусы. Самокритичность тоже хорошо, но дозированно. Всем огромная благодарность. И, как всегда, в конце каждого моего эфира я прошу ради Всевышнего Аллаха, Бога, если я каким-то образом, словом обидел вас, ваше общество, ваш народ, я прошу прощения ради Всевышнего. Я не обижаю, не оскорбляю ни людей, ни народа. Я лишь пытаюсь публиковать, проецировать историю так, как я ее вижу в моем понимании. Вам она может нравиться, может не нравиться. Если вам не нравится, вы можете просто-напросто объяснить мне, в чем я был прав, а в чем я ошибаюсь. Я не хочу проводить монолог, я хочу всегда проводить диалог, выслушать и вас, понять друг друга, где-то друг друга и исправлять. Если мы все вместе будем делать что-то, надеюсь, мы достигнем каких-то результатов. Поэтому приглашайте побольше, оставляйте комментарии, обязательно лайкайте наши посты, вырезайте, раскидывайте по Инстаграму, WhatsApp, чтобы люди приходили на наш канал и подписывались. У нас интересно, у нас о важном нужно, надеюсь. Мастер Бюстал де Падевел, Адекюэл, Маш Айл. С вами был ваш брат Машлам. Пишите, буду рад отвечать, если что, я на связи. 24 часа. Многие это знают. Башлам был очень продуктивный, интересный эфир. Спасибо тебе огромное. Аллах резко масана хавараб Аллаха. Один дом Башлам Аллах резко дерез масан хавараб. Адекюэл дағдық Даралы мукш мерші дағдық усулба нохчи ан дағдық Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мастер Бюстей Алён. Всем огромное спасибо.